вядомый нам политолог Сергей Николюкин. У нас уже третий раз, наколькі мне память не изменяет. Так, Сергей? Да, а может и больше. Нет, третий раз у Орши. Я думаю, что не опошний. Представляете его, как не буду вообще его ведать. Да, я вам многие постоянно скидываю его материалы на электронные, які мне присылают. Так само, как вы читали. Я его просил, как он рассказал, перш за все, острую тему белорусско-российских взаимодочинений, скажем так. Ну и все остальное, что цікавить наше громадство, и перш за все, что цікавить самого Сергея. И отношение до выборов, ты говоришь. И колеёщики, меркования. Что это и такое? Белорусско-украинские. Короче, Сергей именно говорит, вот эти три. Это ты можешь, остальное можно. Это ты можешь утонуть, але тем не менее, все, прошу уваги, Калиновский Сергей, вам слово. А вы? Так, во-первых, у меня обратный поезд аж почти в 3 часа. Поэтому главный вопрос для любого выступающего — сколько времени? Вот у меня столько времени, вы поняли, да? А сколько желания у вас, это уже... А вы давайте поступим так, вы будете говорить, пока я все не уйду. Ну, Скорее застанусь только я и вы. То есть это совершенно верный подход, останется один человек, у него будет желание слушать, значит, я буду с ним общаться. Я постараюсь как-то затронуть те вопросы, которые уже прозвучали, я подойду к ним, так сказать, вот с той стороны, потому что все-таки я занимаюсь политологией, и важно понять, что конкретные вопросы, они вписаны в какие-то глобальные вещи. А начну я совсем неожиданно. Вот представьте себе ситуацию. Есть некий человек, он за свою жизнь посадил дерево, да, вырастил сына, построил дом. И плюс ко всему к этому освоил какую-то современную сложную профессию. Да? То есть человек по любым меркам состоявшийся. Дай Бог нам всем вот так. Теперь вопрос. Если учитывать, что он, допустим, не занимался медициной, он как разбирается в кардиохирургии, этот человек? Он же у нас состоявшийся человек. Как он разбирается? Никак. Да? А почему? Ну, понятно почему. Потому что в наше время, говоря наукообразное, в наше время это время глубокого разделения труда. Да? И сложных профессий, я не знаю, сколько существует. Возможно, сотни тысяч, а может даже миллионы. Поэтому дай Бог освоить одну. Вот освоил одну профессию, профессионально состоялся. Да? Но теперь тот же человек, состоявшийся, да, вот опираясь на эти характеристики, как мы можем сказать, он будет разбираться в политике? Плохо. Я думаю, точно так же, как в кардиохирургии. Да? Точно так же. Но ведь существует поговорка, что все разбираются в футболе и в политике. Да? И действительно, вот даже моя сестра, которая всю жизнь проработала, значит, врачом в Петербурге, вот, готова не то, чтобы нам, правда, на крик быстро переходит, поэтому у нас короткие политические споры, да? Я чуть не упал со стула, когда в свое время она заявила, что готова взять автомат и защищать русских в Крыму, да? Но она готова спорить со мной. Вот я как бы профессионально занимаюсь в том плане, что действительно деньги на этом зарабатываю. Вот. Хотя ее представление в целом о политике в такую фразу входит. Вот ты же помнишь, как она мне говорит, при Ельцине жили плохо? А почему жили плохо при Ельцине? Он был пьяницей и так далее. Да? А сейчас мы живем хорошо. Почему? Потому что Путин, вот он такой замечательный, и мы живем хорошо. Но вообще с точки зрения политологии ничего глупее, конечно, придумать нельзя. Какое отношение Ельцин имеет к состоянию российской экономики или Путин, на самом деле сказать очень сложно. Пару примеров. Ельцин был президентом с 91 по конец 99. Да? Средняя цена нефти за это время, барреля, значит, бренд, 16,5. 16,5. При Путине было 3 года подряд выше 110. Вот сейчас нефть снова падает. Последнее, что я вчера видел, было 55, да? Ну это бред, продает Россия за 45. Ну, Россия продает Юралс, он чуть дешевле, но если там 55, то в России не 45, там
чуть-чуть совсем. Около Это лайт. 50. У них плохая. Да. Это лайт дешевле долларов на 10. Вот. То есть, если бы сейчас в России было, если вообще в мире, вернее, было $16, то россияне бы землю ели при такой, так сказать, цене на нефть. Ведь у них прямо и косвенно, например, федеральный бюджет на 85% состоит из нефтегазовых доходов. Но это и косвенно. Почему? Потому что прямых-то доходов там тоже процентов под 50, а косвенные откуда берутся? В России поступают доходы долларовые от продажи нефти. На эти доходы в том числе очень много покупается по импорту. Да? Налог на импорт идет куда? В бюджет. Так он идет, налог на импорт возникает, потому что есть экспорт. Не было бы экспорта, не было бы импорта, и не было бы налога на импорт. Да? Вот. Поэтому, как спрашивается, а при чем тут Ельцин, а при чем тут Путин, если цены вот так прыгают? Кроме того, не надо забывать, что Ельцину в какой-то мере не повезло, ведь он пришел к власти, когда одна система разрушилась, а вторая еще не возникла. Ведь что значит не стало в стране пенсий? Так нет же налоговой системы. Это надо принять законы, это годы, да? Это надо создать налоговую систему, чтобы собирать налоги. Ничего этого не было. Что делало государство в таких условиях? Оно просто печатало деньги. Поэтому в России был год один, когда инфляция составила 2500%. И по большому счету не потому, что кто-то глупый. Как такового нет государства, способного собирать это. Вот. Но как это происходит? Почему же в народе сложилось такое мнение, что большинство разбирается в политике? В принципе, это все очень просто. Дело в том, что каждый из нас, каждый современный человек, он живет как бы на двух уровнях. Первый уровень называется по науке ближний круг. Ближний круг – это тот круг, где мы живем и общаемся с людьми, которых знаем лично. В первую очередь это члены нашей семьи. А дальше побежало. Друзья, коллеги и прочее. Вот здесь собрались люди, которые все друг друга знают. Да? Вот это вы все для друг друга элемент ближнего круга. Да? Вот. И есть дальний круг. Дальний круг – самый яркий пример государства. Вот в Беларуси 9,5 миллионов человек. Да? Сколько вы из этих 9,5 миллионов человек знаете лично и поддерживаете отношения? Только с ближним кругом. Все. Так вот, проблема заключается в том, что ближний круг и дальний круг регулируются совершенно разными законами. И большинство людей этого не понимает. Они представляют дальний круг как продолжение ближнего круга. Это все то же самое. Отсюда знаменитый Лукашенко-батька. Да? Это представление о главе государства как о главе семьи, а о государстве как о семье. Ну, а мы же сказали, дерево посадил, да? Сына вырастил, то есть человек в ближнем круге разбирается. Раз он разбирается в ближнем круге, какие проблемы разбираться в дальнем. Поэтому, когда моя сестра говорит, что вот от Ельцина там страна жила плохо, потому что Ельцин пьяница, это и есть перенос представлений ближнего круга. Берем любую семью, от родителей зависят дела в семье? Да. Конечно, зависит. От кого же еще оно зависит, да? Ну, так и в государстве должно точно так же зависеть. На самом деле, я иногда даже вот, ну, я не очень активный, но что-то пытаюсь в Фейсбуке там с кем-то общаться и объясняю людям, что белорусская модель – это результат… О! Я задал первый вопрос, а где женщины? И вот, оказывается, они есть. Они услышали. Да. Значит, белорусская модель – это результат ежедневных практик миллионов людей. По большому счету, вот этих 9,5 миллионов. Ну, понятно, вклад младенцев чисто условный, выживших из ума стариков тоже не намного, да. Конечно, вклад лично Лукашенко больше вклада любого из здесь присутствующих и, возможно, больше вот всех здесь вместе присутствующих, но не больше 9,5 миллионов человек. И поэтому рассуждение о том, вот Лукашенко есть, Лукашенко нет, это вот все представление из этого ближнего круга, как женщина, допустим, выйдет за другого мужчину, и, возможно, действительно, много в ее жизни поменяется. Но от смены Лукашенко в Беларуси я не думаю, что поменяется что-то заметно. Причем я на эти темы иногда даже там спорю с людьми, которые вот тоже как бы профессионально зарабатывают. Я недавно придумал красивый пример, как мне кажется, и он написал в одной статье о нем.
Вот 4 июля Соединенные Штаты отмечают День независимости. Почему 4 июля? В 1700 каком-то году на втором конгрессе собрались депутаты, их было 53 человека и проголосовали за независимость. Приняли соответствующие документы. Их было 53 человека. И вот, если так рассуждать в этой логике, мы можем сказать, ну вот, 53 человека собрались, приняли, и вот вам День независимости. Да? Все это, конечно, замечательно, но для того, чтобы Соединенные эти Штаты превратились в независимую страну, понадобилось 8 лет войны. В этой войне погибло 7 тысяч человек, 17 тысяч умерло на фронте от болезни, 25 тысяч получили ранения. И после окончания войны 100 тысяч человек эмигрировали, потому что война с Англией одновременно была для Америки гражданской войной. Общество разделилось на лоялистов, тех, кто поддерживал Англию, и патриотов. А гражданские войны очень жестокие. Там читаешь в интернете, там в Чикаго патриоты закапывали лоялистов живьем в землю. Вот так. То есть не надо думать, что патриоты, они такие белые, пушистые. Вот. Поэтому, а в стране на тот момент было 3 миллиона человек. Поэтому эмиграция 100 тысяч – это существенная цифра. Так независимость Америки – это принятие акта 53, или это гражданская война, в которой участвовали прямо и косвенно десятки и сотни тысяч человек. А с другой стороны, 53 тех, кто голосовали единогласно, ведь их кто-то выбрал, да? И, насколько я догадываюсь, Ермошиной там у них не было своей. То есть вначале надо было выиграть свои выборы, и оказалось, что на этом конгрессе одни патриоты, то есть их в обществе была поддержка, да? И так в любых вопросах. В любых вопросах. Поэтому мы смотрим на судьбу, допустим, экс-советских республик. Назовите мне, где она случайна. Или где она зависит от того, что вот там какой-то лидер появился. Вот у нас рядышком 3 прибалтийских республики. Ну, Эстония подальше. Я уж не знаю, кто там президент. Да? Но то, что там президенты меняются, никого не удивляет. Да? Это прибалтийский путь. Фамилии могут быть какие угодно. Вот. И есть путь Средней Азии. Да? Мы его примерно представляем, что, ну так, в общих чертах, что происходит в Туркмении, что происходит... Туда идите после ключика найти. Еще пока лектор, может быть, и более подробно. Можно лектор Пока не бери на Поэтому, когда мы говорим о Беларуси, надо, во-первых, так сказать, без эмоций и очень четко понимать. То есть все, что мы можем сделать, это понять, что происходит и почему происходит. Но случайно в масштабах страны ничего не происходит. Поэтому вот от этого вступления я перехожу к следующей части и попытаюсь показать, как же белорусская модель сегодня встроена в мировой процесс. Что у нее идет так, как идет у всех, и в чем ее отличие. Отличия у каждой страны свои есть. Если мы посмотрим в целом глобально на мировой процесс, то за историю человечества следует выделить 2 важных момента. Первый момент – было время, когда все общества были аграрными. Да? Аграрными, значит, 90 почти больше процентов населения занималось сельским хозяйством. Где-то земледелием, где-то скотоводством и так далее, где-то со своими особенностями. Аграрное общество – это всегда общество сословное. То есть общество поделено на сословия. Каждое сословие живет по своим законам, у каждого сословия свои права, да, и свои обязанности. Когда помещик посылал крестьянина на конюшню выпороть, это было все в рамках закона. Да? А если бы крестьянин попытался выпороть помещика, то закончилось бы для него в лучшем случае Сибирью. И это все в рамках закона. Да? И вот происходит переход от аграрного общества к обществу индустриальному. То, что мы все учили когда-то в школе, потом кто-то в вузах, да, происходит в Европе буржуазные революции, начало с французской, которая конец 18 века, на это ушел 19 век в Европе. Да? Вот. Что такое индустриальное общество? Какова его чисто формальная характеристика? Это когда количество жителей в городах превышает количество жителей в сельской местности. В Белоруссии когда это произошло? Знаете, в каком году?
В 70-м, наверное. Правильно. А конкретно в 1975 году, как показывает статистика. Вот в 1974 году, то есть годом ранее, я закончил университет и пошел на работу на Интеграл, одно из крупнейших предприятий. Там работало до 35 тысяч человек. Я работал мастером, потом старшим мастером. Как у старшего мастера у меня было в подчинении порядка 100 человек. Это все молодые женщины, девушки. Ну, не 100%, конечно, но почти все они родились в деревне. Вот этот процесс вхождения, ну тогда правильнее сказать не БССР, да, а Советского Союза, он также переходил, как и весь мир, от стадии аграрного общества в стадию индустриального. Да? И в Беларуси это формальная чисто, конечно, характеристика произошла только в 1975 году. Сейчас у нас население городское там уже под 80, 80 еще нет, но где-то под это. Да? Вот, то есть мы в этом плане мы идем в мировом тренде при всех наших своеобразиях. Но в чем была главная особенность Советского Союза в переходе к индустриальному обществу? Это была безбуржуазная индустриализация. То есть, опять же, вспоминая XIX век, вспоминая Маркса, где в «Капитале» он говорит о буржуазии. Ну, тогда говорили буржуазия, сейчас мы это слово не применяем. Сейчас правильнее, наверное, слово «предприниматель». Да? Вот в этом процессе, в переходе к индустриальному обществу, главная фигура была фигура предпринимателя. Или, говоря там языком еще французской революции, третье сословие. Да? Третье сословие. Так вот, у нас этот процесс произошел без третьего сословия и без всякой буржуазии, без всяких предпринимателей, а исключительно силами государства сверху. И этот переход нам стоил миллионы жизней. Да? Это славное государство, хватало этого крестьянина. Из его, ну, в Беларуси-то общин особо не было, это больше российская, выдергивало из его общинного мира, как морковку, да, и везло куда ему надо, порой за 1000 километров, бросало его в лучшем случае в барак. Причем я не говорю, это барак не для зэков, да, а просто ему нужно, ведь не все же зэки работали. Зэки это само собой. Да? То есть фактически он продолжал жить в этой же общине. Вот, только уже в бараке, в землянках, в палатках. И сколько их при этом гибло, государство просто не интересовало. И вот такими усилиями была проведена индустриализация. И она также проводила, ну, Беларусь все-таки не Сибирь, да, хотя многие белорусы туда попали. Но развитие мира на этом не остановилось. А, так сказать, следующий процесс, в котором мир сейчас, но этот уже как бы, ну, в передовых странах давно закончился процесс, да, сегодня, вот я смотрел последние данные, в мировом ВВП вклад сельского хозяйства порядка 3%. Поэтому, когда кто-то говорит, мы через сельское хозяйство поднимем страну, то большего анекдота просто не придумать. Потому что, ну, было 3%, вы что-то увеличите, будет у вас, допустим, Соединенные Штаты, там, безусловно, меньше 2%, допустим, они в 2 раза увеличат производство сельхозпродукции, но будет у них 3% в ВВП. Этого никто в Соединенных Штатах не заметит. А куда они будут сельхозпродукцию девать, это другой вопрос, да? То есть на сельском хозяйстве сегодня современную экономику построить нельзя. Хотя современное сегодня сельское хозяйство – это уже трактора, которые управляются через спутники, да? Поэтому они пашут так, как положено, и могут пахать 24 часа в сутки и так далее. Тем не менее, на этом и заработать особо нельзя, потому что конкуренция в сельском хозяйстве огромная. А если вы помните, наш руководитель в свое время объявил 3 направления для развития экономики. Да? Сельское хозяйство, строительство и экспорт. Вот. Сельское хозяйство мы сегодня, если кто в курсе, особенно Леонид Злотников на эту тему, экономист, любит рассуждать, что мы им занимаемся себе в убыток. Да? Вот. Об этом Михаил Кадыров, есть у нас такой, может прекрасно рассказать о том, что наши земли в целом для сельского хозяйства по современным нормам непригодны. Может быть, ну, лучшие наши земли где-то в Гродненской области. Поэтому не случайно, что в Польше плотность населения в 3 раза выше, чем в Беларуси. Да? Ну, вы же наверняка все где-то как-то были в Европе, и что поражает, если есть возможность залезть там на горку, да?
Это количество населенных пунктов. У нас можно вдоль главного шоссе ехать и от одной деревни к другой далеко. Я не говорю где-то там в Витебской области, в лесах, а вот по главному нашему шоссе. Да? Чего в Европе подобного нет? Почему? Потому что в Европе иные климатические условия. Иная плотность населения и отсюда иная социальность. Представьте себе две деревни, 5 километров между ними и 50 километров между ними. Где люди будут чаще сотрудничать между собой? Да? Ну, очевидно, там, где 5. Да. С другой стороны, там, где 5, это значит, что у них наверняка нет лишней земли, да? Потому что все заселено. Значит, что надо делать? Надо, во-первых, уметь договариваться, потому что иначе, ну как жить с соседями, да? Да. Что, каждый раз за вилы, что ли, да? Обязательно. И надо создать четкие законы, в первую очередь законы собственности, в первую очередь на землю, да? Потому что каждый раз, как конфликты, делить ее нельзя. Поэтому именно на Западе возникает то, что называется римским правом, и оно этот Запад охватывает, и поэтому у нас до сих пор мы живем, хотя у нас в преамбуле Конституции написано, что Беларусь демократическое правовое государство, да? А какое оно правовое, показывает нам главный наш руководитель. Вот сейчас эти события, где он, значит, тычет в договор от 9 или от 8 там, декабря 1999 года, а там есть статья 13, которая говорит о равных ценах. Есть такая статья? Есть. Когда Медведев напоминает о том, что там есть и другие, ведь в договоре 71 статья. Там есть статья о едином суде, о единой валюте, о единой таможне. Это же все есть. А кто подписал? Тот, кто громче всех сейчас кричит и говорит, что на нас чего-то давит. Парень дорогой. То есть, но вот это и есть наше представление о правовой культуре. Мы берем некий договор, а потом выполнять собираемся только то, что нам выгодно. И это кругом. Когда Россия оттяпала Крым в нарушение так называемого Будапештского меморандума, да, как это подействовало на российское общество? Никак. Какая разница? Ну, подписали тогда. Никто и знать ничего этого не хочет. Никакие договора никакого значения не имеют. Точно такое же у нас отношение к Конституции. Соблюдается в Беларуси Конституция или нет? Нет. А смотря какие статьи. У нас есть статьи, которые описывают структуру и вертикали власти. Да? Там говорится, президент назначает то-то, 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 включая местную власть. Он назначает местную власть? Назначает. Просто мы, что хотим, то выполняем, а что не хотим, то не выполняем. И в этом плане вот очень интересно, я думаю, написать как-то статью. Значит, ведь все знают, что такое первая поправка к американской конституции. Как она родилась и почему. Нет, не знаю. А суть ведь в чем? Когда закончилась вот эта самая славная война за независимость, на этот момент ведь никаких Соединенных Штатов не существует. Ну, как государство. Но существуют штаты. Они созданы еще в Великобритании для управления. Их 13 штук. Да? Уже тут очень важно, как только структура какая-то создается, дальше она начинает жить своей жизнью. Вот пример, современная Беларусь. Да? Все говорят, ну вот на нее независимость свалилась. Это действительно так. Но как только она свалилась, и люди зажили своей жизнью, то все. Теперь уже как-то вырвать, сломать и сказать, ну знаете, вам там что-то дали там случайно. Прошло 25 лет. Поэтому вот как Несепи еще в 2003 году там задавался вопрос, вы за создание с Россией единого государства, с флагом, армией и так далее. И тогда согласных было почти 25%, каждый четвертый. Последний опрос, который такой вопрос Несепи задавал в 2014 году, там уже согласных было 10%. А данные Вардаманского, одни из последних, таких согласных уже 5%. То есть реально сам факт создания Беларуси формирует белорусскую идентичность. Нравится? Какая это идентичность, это уже разговоры. Да? Конечно, власть хочет, чтобы это была государственная идентичность. Мы белорусы, потому что вот у нас Лукашенко, мы вокруг него объединились. Да? Отчасти это идет, потому что есть такой факт. Да? Так вот, война закончилась за независимость 8-летняя, да? Ведь никто не даст гарантию, что через несколько времени она снова начнется, что Англия не попытается отвоевать обратно.
И вот людям, которые в это время возглавляют штаты, каждый отдельный из 13, понятно, что нужно что-то делать, надо как-то объединяться. И вот они собираются. Но надо четко представить, что приезжают туда представители штатов. Никаких на тот момент надгосударственных органов нет. И у каждого этого представителя есть задача, как минимум передать от себя и сохранить. Он же представитель штата, да? И вот они создают конституцию, в которой права штатов оговорены максимально. И что-то передается наверх, и при этом сразу создаются блокирующие механизмы, чтобы центр, потом уже сформировавшись, себе не смог расширить полномочия. И в этом плане эта конституция, созданная уже 200, почти 40 лет назад, работает до сих пор. Да? Вот у нас, ну понятно, там возникает общая армия, ну не может быть армия штата, да? И так далее. Возникают финансы. И возникает вот это вот четкое деление. И в том числе налогов, потому что если у вас забрать все налоги, так вы, а права как бы теоретически дать, то на самом деле никто. Но уже через год выясняется, что в этой конституции есть огромный провал. И она не может обеспечить очень важный элемент. Она не может обеспечить защиту индивидуального человека. То есть эти люди, на тот момент охваченные защитой интересов штата, просмотрели конкретного человека. И вот теперь возникает потребность, это, ну, она осознанно их защитить, и возникает первая поправка. Там целый ряд пунктов, и эта первая поправка и направлена на защиту индивидуальных прав, в том числе право на информацию. Вот. Никто не может лишить американца права на информацию. И когда возникает интернет, а он возникает, понятно, в Америке, Америка страна достаточно пуританская, и в интернете возникает в том числе все, что угодно, и порнография, и так далее, да, тут же раздаются в Америке голоса, надо интернет ограничить, и вносятся соответствующие предложения, разрабатываются, и принимаются законы об ограничении интернета. Но в Америке очень важную роль играет суд, вообще судебная система. И суд отменяет все это дело и ссылается на то, что интернет, вы сейчас будете, ну, по-белорусски смеяться, его преимущество, он создает хаос. И это плюс. То есть он создает хаос, разноголосицу мнений. И именно из вот этой разноголосицы и возникает, это главный источник развития. Как вы только все вот так вот выстроите, так у вас развитие и прекратится. И в этом плюс интернета. И наш мыслитель, помните, много лет называл интернет помойкой. Да? Вот. Для человека его культуры это очень легко понять. Вдруг появляется область, которая не контролируется. Да? Это уже само по себе страшно. Вот. Надо ее взять под контроль. Сегодня понятно, что через интернет решаются очень многие практические задачи. Там тоже перевод, там все финансы, да. Ну как запретить интернет? Что, сейчас придете в магазин и ваше это не работает, да? Вот. Поэтому у них возникает следующая задача. Как уже мы создаем IT-страну, да? Ну как бы звучит это очень хорошо. Только надо понимать такой простой момент. Вот есть такой Симон Кордонский, я считаю, один из самых оригинальных российских мыслителей. У него много собственных мыслей интересных. Одна из них такая. Он говорит, западная экономика – это экономика риска. Да? Вы рискуете на рынке. Вы хотите создать какой-то бизнес. Большой, малый, вы на этом рынке рискуете, но вы на этом рынке можете и выиграть. Он говорит, конечно, о России, но это все относится и к нам. Он говорит, наша вообще не экономика, а система. Это система устранения угроз. И поэтому основные деньги в России добываются каким методом? Созданием угроз. Надо прийти и уговорить, и убедить высшую власть, которая делит ресурсы, а это важный момент этой системы. Она концентрирует ресурсы, а потом их распределяет. Это не рыночный метод, да? Вот. И надо убедить эту власть в существовании очередной угрозы. Если власть испугается, то на что сделает? Она выделит деньги по устранению этой угрозы. Да? Ну и вы начнете неплохо жить. Кто сильнее? И это все время динамический процесс. Потому что ведь не вы же один ходите и пугаете. Да? Как это работает в Белоруссии? Конкретное дело, помните, самого Белого легиона. Да?
По-моему, если я не ошибаюсь, 30 с лишним человек было арестовано, 3-4, по-моему. 4, неважно. 30 с лишним человек. Чем закончилось? Одним патроном. Одним патроном, да? А вы помните, как сам Лукашенко нам, по мере того, как оно развивалось, рассказывал, где кого задержали, как телевидение показывало какое-то оружие, где-то там какой-то яме какие-то, за городом какие-то заточки нашли, там арматурные и так далее, да? И что такое? Это и есть суть этой системы. Представьте себе, что каждый из вас есть председатель КГБ, да? Вот периодически, вот я, Лукашенко, я вас вызываю и говорю, как дела? А вы говорите, да все нормально. Оппозиция ничтожна, никакой угрозы не представляет, все тихо и спокойно. Замечательно. Руку пожимает, возможно, орден вручает и сокращает финансирование. Оптимизируете. Да, состав свой оптимизируйте и так далее, и сокращает финансирование. Потому что только что приходил тот, у которого вот так проблем, да? Вот. Поэтому создаются угрозы. Одна из новейших угроз – это угроза вот из мира интернета, из всего этого. Поэтому в первую очередь наша IT-страна, о чем думает государство, это как ликвидировать угрозы, которые несет интернет. Вот. И ничего хорошего нам такая IT, так сказать, деятельность не несет. Вы все, очевидно, слышали о Китае, да? О их эксперименте по социальному кредиту. Да? То есть современная техника позволяет очень, так сказать, подробно следить за человеком. Очень подробно, начиная, что он покупает, как покупает и так далее. Да? И все это считается ему в некие кредитные очки. И этот кредит потом, он доступен каждому. Можно в интернет войти и посмотреть, а какой же у меня кредит. А дальше выясняется, что с таким-то уровнем кредита человек не может претендовать, допустим, на роль государственного служащего. Все. И просто жаловаться некому. Вот человек живет какой-то, казалось ему, обычной жизнью, потом выяснилось, что вот до туда не дотянул. А будь умным, заботься о своем кредите, веди себя как положено. И несмотря на то, что в стране там миллиард, сколько-то там сотен еще миллионов, оказывается, за всеми можно следить. За всеми. И все это считать, да? Поэтому, пока у нас об этом речи не идет, но я думаю, и все вы понимаете, что каждый, что кто-то когда-то куда-то попал, на кого был составлен протокол, пусть не в таком электронном или каком виде, или меня раз, действительно, шел ночью встречать жену, которая должна была приехать. Смотрю, красный свет, ночь. Но пройду вокзала, я перешел. В это время проехала машина милицейская, а мы вот так разошлись. Они развернулись. Пустая ж улица, тут я же не то, что там днем бы не найти, да? Подъехали, все нормально, все вежливо, тут же как ваша фамилия? Раз, а у них же в компьютере все, да? Да, есть такой. Да, не был еще нигде, первый раз. Значит, не оштрафовали, но предупредили, что в следующий раз оштрафуют. Вот, как бы нормально, да? А почему бы и нет? Ведь нормально, да? Могут арестоваться. Я нарушил правила, и ко мне отнеслись так первый раз. Все, отпустили. Правда, жена там уже заждалась, автобус пришел, а меня нет. Но это вот. В этом же есть и плюсы. Нельзя сказать, что это слежка очень плохо. Разве это плохо, что, допустим, банковская система фиксирует нашу кредитную историю? Разве мало жуликов, которые в одном банке получили кредит, во втором банке, в третьем? А почему бы в банковской системе не учитывать все наши кредиты? Разве это плохо? С другой стороны, человек ведь должен понимать, что когда он берет, он же должен быть ответственным человеком. Да? Он взял кредит, это на всю жизнь. Как он будет с ним расплачиваться? Ведь на Западе и существует такое понятие кредитная история. Да? И прежде чем вы хотите получить хороший кредит, а хороший кредит для рядового гражданина – это кредит на ипотеку, да? Чтобы купить дом, желательно, чтобы вы не пришли туда с пустой кредитной историей. Поэтому даже если вам не надо, возьмите потребительский кредит. Хотя вы в нем не нуждаетесь. С него там платите свои текущие, делаете покупки, и тут же, как положено, я не знаю, как положено, регулярно за него отчитываетесь. Вот у вас уже возникает кредитная история. И это хорошо. То есть суть не в том, что интернет там как-то нам несет... В какой системе мы живем, да? Мы живем в системе демократической, где это способствует
в нашей жизни, или живем в авторитарной, где государство в первую очередь заботится о своих интересах. Но идем дальше. Значит, мы говорили о переходе от аграрного общества к индустриальному. Следующий переход – это переход от индустриального общества к постиндустриальному обществу. В чем здесь разница? Чисто формально, постиндустриальное общество – это общество, в котором количество занятых в городе в сфере услуг превышает количество занятых в сфере производства. И когда сегодня мы слышим фразу «Ах, это Америка, она ничего не производит», да? Люди просто не понимают, что говорят. Америка производит главное. А сфера услуг – это очень широкое понятие, это не только парикмахерские. В наше время, в первую очередь, это наука, да? Это создание инноваций. Вот Америка на сегодняшний день является центром инноваций, хотя тот же Китай догоняет. В частности, есть такая организация, называется сокращенно ВАИС, Всемирная организация интеллектуальной собственности. Раз в год ВАИС печатает фундаментальный отчет, с опозданием на год, где учитывает, как там статистика такая, внутренние патенты, заявки на международные заявки на патенты по всем странам, включая Беларусь. Но вот у меня в голове последние цифры аж уже устарели, принцип-то не меняется. 2015 года, значит, по международным патентам, заявкам, понятно, лидер Соединенные Штаты. Это 25 тысяч заявок, да? В России было 700 с лишним. Чувствуете разницу, да? В Беларуси было подано в 2015 году 12 заявок. Вот Соединенные Штаты. Сегодня произвести не проблема. Вы разработаете то, что будет пользоваться на рынке, а произвести желающих будет навалом. И уже сегодня Китай теряет свои преимущества, потому что его начальные преимущества были понятны. Это огромный избыток рабочей силы, что приводил к ее дешевизне. Но сегодня средняя зарплата в Китае выше, чем в России. И сегодня уже иностранные, так сказать, фирмы не особенно там размещают свои производства. В Азии еще хватает стран, да, тот же Вьетнам и так далее. Это страны достаточно многонаселенные, и там есть где размещать. С другой стороны, ведь победа, когда Трамп победил, лично я, не знаю, как вы, впервые услышал такую фразу «ржавый пояс». Да? Что такое ржавый пояс? Это потихоньку хереющие и загибающиеся штаты в Соединенных Штатах, которые находятся в центре страны. Проблема в том, что 70% современной экономики, современного ВВП производится на территориях, удаленных не далее 100 миль от морского побережья. Почему? Понятно. Потому что перевозить морем всегда исторически было по воде значительно дешевле и проще, чем перевозить по суше. Поэтому в Соединенных Штатах развиваются штаты, которые на побережье с запада и с востока, а те, что в центре, потихонечку деградируют. В целом экономика Соединенных Штатов сейчас очень прилично растет, но штаты внутри деградируют. И производство, особенно такие машиностроения и так далее, американские фирмы переводят там, где дешевая рабочая сила. Для этого было время, интересный пример, когда еще Китая как такового, Китая как современной этой промышленной кузницы не было, американцы стали строить бурно предприятия в Мексике, рядом с границей с Соединенными Штатами, чтобы недалеко везти. Причем, что делалось? Кто работал из вас на машиностроительных производствах, знает, трудно представить себе цех без этого козлового крана, да, который перевозит тяжелые детали. Для станков, чтобы они давали тем более высокую точность, нужны мощные фундаменты и так далее. Так вот, целая инженерная мысль была направлена на то, чтобы станки работали прекрасно и не нуждались в фундаментах. Для чего? Чтобы этот завод собрать за несколько недель, а если потребуется, также за несколько недель его демонтировать. Потому что фундаменты особо не демонтируешь, да? И эта промышленность развивалась, появился Китай, быстренько все собрали и перевели. Но разница, если в России, в Беларуси завод загибается как таковой, и все, да, у нас таких, представляете, да, если мы встанем на площадь Якуба Колоса, лицом к памятнику Якуба Колоса,
то у нас вот так два здания, да. Первое — это типография, здание сейчас пустует, ну, видно, кто-то его взял, что-то там будет. А справа у нас что? Справа у нас было одно из самых передовых предприятий Советского Союза, да. Называлось оно как? Минский завод вычислительной техники. Выпускал он знаменитые машины Минск-32, да. Лет 5 назад я как-то читал, что все, что там осталось, это какая-то, ну, участок по сбору телефонных станций для колхозов. А сейчас это тут Олимп какой-то, ну, в общем, торговые центры. Вот. Если за спиной, ну, за спиной у нас прямо будет филармония, а если за спиной чуть вправо, будет завод имени Ленина, да? Это один из крупнейших был заводов приборостроительных. Понятно, что работал в основном ННО. По-моему, там тоже уже ничего не осталось. То есть все производства, которые как бы были нового поколения, приборостроение, электроника, они или погибли уже полностью. Например, как-то так получилось, что куча моих друзей-химиков, на несколько лет младше меня, учившись химфак, работали на заводе печатных плат. Знаете, где это? Это по Притыльского туда вверх, и там французы в начале 70-х годов построили самый, ну, на тот момент современный завод многослойных печатных плат. Все, он закрыт, как бы, ну, там, не знаю, что-то в аренду сдают. Мой любимый интегратор, то есть не любимый, правильно сказать, родной, на котором я проработал все советское время, я говорил, уже 35 тысяч человек. 3 года назад я увидел информацию, 5200 работает, там еще что-то, ну, не знаю, может сейчас, конечно, меньше уже. Но ведь вы понимаете, в мою молодость электроника ведь шла в основном только на военные нужды, да? Что было электронного в быту? Появились электронные часы, да? В 1974 году я пришел на завод, и тогда выпустили первые электронные часы. И я первый раз в жизни увидел индикатор ЖКИ. Я смотрел как зачарованный. Представляете, серая полосочка, и из ничего появляются цифры и пропадают. Я потом прочитал как-то какой-то рассказ, и там был описан эффект человека, который всю жизнь прожил в пустыне, и тут его, жизнь бросает, уже впервые оказался в жизни на берегу реки. Он сел, не знаю, какая река, пусть небольшая, вода течет. Он час сидит, я спрашиваю, что сидишь? Так а когда она кончится? Вы представляете, вода, вот она просто течет. Вот так я смотрел на ЖКИ, да. Сегодня это смешно. Сегодня, стиральные машины точно без электроники не бывает, да? 100%. Казалось бы, спрос на электронику колоссальный. Этот интеграл должен там захватывать все новые и новые позиции, да? А он загибается. Он загибается, как полностью загнулось не только в Беларуси, а в Беларуси было мощное, и в России производство станков для электронной промышленности. Вы понимаете, что электронные микросхемы не производят ни на токарных, ни на фрезерных станках. Каждая операция – это уникальное оборудование. Так вот, этого оборудования в масштабах России не производят вообще. Поэтому говорить о российской электронике, о современной, это просто смешно. А в мире, если вы слышали, такое есть понятие «закон Мура». Знаете, что это такое? Мур – это, он такой эмпирический закон, конечно. Мур – это один из учредителей в свое время компании Intel. То есть, одной из самых знаменитых компаний, которые производят микросхемы. Вот. Закон Мура звучит так. Каждые 2 года количество транзисторов на единицу площади удваивается. Результаты этого удвоения сегодня находятся у каждого из вас в кармане. Я не знаю, как в Орше, а в Минске, еще при советской власти, в каждом районе было построено 4-этажное бетонное здание. Все эти здания стоят до сих пор. Это районные вычислительные центры. И они должны были обсчитывать статистику района. И когда-то, уже в конце 90-х годов, я работал на фирме, это называлась «Белорусская деловая газета», и мы думали, не арендовать ли, это здание уже пустовало, там рядом стояла, площади. Что меня поразило, вот большой зал, а в полу вот такое, каналы, да? Что это такое? Это кабели подходили, да? То есть вот эти электронные машины, которые обсчитывали данные района, они нуждались в таком количестве электроэнергии, что просто вот так вот включить в розетку это было невозможно. Это отдельно обеспечивалось питание, да? Вот. А я не разбираюсь в этом, но не удивлюсь, что современный телефон
современный телефон, наверное, по своим характеристикам, ну, или превосходит, или был близок к этому вычислительному центру. То, что те машины не могли обсчитывать изображение, это однозначно. Да? Вот у меня самый простенький компьютер, я его купил несколько лет назад, купил его, то есть не с рук, он был новый, за $300. Предыдущий мой, той же самой марки, стоил $500. Понятно, что этого компьютера параметры значительно превосходили предыдущий. То есть качественно он улучшается, а цена его падает. Вот это и есть закон Мура. То есть в современных условиях, кстати, специалисты все чаще ставят вопрос, а что такое ВВП? Оно теряет свой смысл, потому что чем лучше развивается производство, тем ВВП ниже. Самый яркий пример – это цветные фотографии. Да? Когда-то, ну, вспомню классическую фотографию, допустим, условно она стоила $0,50. Да? То есть каждая цветная фотография – это $0,50 ВВП. Я не любитель фотографий, но 1000 фотографий у меня в компьютере есть. Дети, внуки присылают тут свои фотографии, все это. Это к ВВП сколько добавляет? Ничего. Ничего, да? Вот здесь люди сидят, у всех почти, наверное, в телефонах есть, можно сделать эту цифровую фотографию, к ВВП не добавите ничего. А количество фотографий с тех пор выросло, ну, не на порядок это 10, да? И, наверное, не на 2, не на 100 раз. Вот как работает современная экономика. Ну, идем, значит, где же тут? Так вот, что еще надо сказать? Что индустриальная экономика – это массовая экономика. Это экономика больших производств. Массовая экономика работает на массового потребителя. Да, иначе для чего? И не помню, как точно говорил Форд, изобретатель, значит, конвейера, но фраза замечательная. Автомобиль может быть любым при условии, что он черный, и марки Ford там какой-то Т. Ну, в принципе, любым, но при условии, что он черный и так далее. И вот эта вот массовидность, она требует массового человека. Поэтому где-нибудь в годах 30-х в Германии, очевидно, в один и тот же день все ученики, одного класса не в смысле в одной школе, но семиклассники, все семиклассники в Германии садились и начинали писать сочинения на одну и ту же тему. Да? Очевидно, в Советском Союзе было примерно то же самое. День был не один, но планы во всех школах были одинаковые. И, наверное, в одну неделю все мы с вами и ваши сверстники писали сочинения «Образ коммунистов» в романе Шолохова «Поднятая целина». И наша система образования, я университет заканчивал, там тоже же была педагогика, гордилась тем, что у нас, чем наша наша система образования, что она вроде как бы многоплановая, но тем не менее программы везде едины. И вся страна учится по одним программам. Вот сейчас мои дети живут в Америке, моя внучка вот вчера приехала, она уже студентка, и кто-то, может быть, видел, Настя Зеленкова сделала с ней в прошлом году 2 интервью про белорусскую школьницу, которая учится в Америке. Это моя внучка. Вот. Я из этого интервью сам очень много узнал, потому что от внучки ничего не добиться. Как дела? Нормально. На этом все заканчивается. Да? Так вот, в старших классах, во-первых, есть, безусловно, минимум предметов обязательных. В первую очередь, конечно, язык. Да? Это во всем мире. Английский язык должен знать. Безусловно, в какой-то мере там что-то математика. Вот. Дальше ты выбираешь предметы себе сам. Но это еще не все. Любой предмет, в старших классах, конечно, преподается на 3 уровнях. Ты сам выбираешь себе уровень. Это твои проблемы. С высшего уровня тебе уже будут засчитаны некие баллы в колледже. Потому что на вопрос, сколько лет учится в американском колледже, ответа нет. Ты должен, допустим, набрать, я не ошибусь, 200 поинтов, очков. За сколько времени ты их наберешь? Это твои проблемы. Хоть 20 лет набирай. Или за год. Да? Но уже учась в школе, ты можешь часть очков себе заработать. Из этого интервью я узнал такую фразу, что если ученик берет 4 курса по высшему разряду, он дает подписку, что в случае суицида школа не отвечает. То есть это непростое дело, но это выбор каждого. Вот это главное отличие. Это выбор каждого. Учись по этим самым, по самому низкому уровню. Но если ты хочешь поступать, ты же посылаешь свои документы, а там смотрят, как ты учился и на что ты учился. Там экзаменов как таковых-то нету, да?
Вот. Ну, помимо того, что все это платно, это же это уже другой разговор, да? Хотя лучших учеников и лучшие вузы могут и бесплатно обучить. Вот моя, в частности, внучка будет учиться почти бесплатно, да? В результате она получила, окончив школу, высшую награду, это персональный кирпич. Что такое персональный кирпич? Это типа как звезды Голливуда оставляют на дороге там где-то свои. Это значит, на каком-то кирпиче в школьном здании будет, ну, имя и так далее. Вот. Так вот, Советский Союз осуществить переход от индустриальной экономики к постиндустриальной не смог. Собственно, потому и рухнул. Существует такая организация, Всемирная организация изучения ценностей. Ее уже много лет возглавляет сейчас американский социолог Инглхарт, которая раз в 5 лет практически по всему миру, они охватывают уже 95% населения планеты. Ну, конечно, социологически, то есть не то, что 95 живем, да? Вот. Они изучают систему ценностей. И дальше эта система ценностей сводится к в некую единую вещь, в некую карту, и у каждой страны там есть свое место. Вот это, значит, в Белоруссии эти изучения проходят с 96-го года. Скоро начнется новая волна. Значит, эта карта строится по 2 осям. Значит, первая ось, она фиксирует изменения от традиционных ценностей к ценностям рациональным. Ну, традиционные ценности – это в первую очередь, конечно, ценности религиозные. Да? Вот в религиозных странах там они преобладают. Да? И в этом плане Беларусь, не только Беларусь, а большинство постсоветских стран находится в группе мировых лидеров. Оно понятно почему, да? Советский Союз целенаправленно отношение к религии уничтожил. То, что сейчас формально возрождается, во многом формально. То есть большинство верующих, они примерно как моя жена, да, которая купила даже специальную формочку, в которой ставить яйца и их идти светить на Пасху. Но на мой вопрос, ты когда-нибудь все-таки планируешь прочитать хотя бы Евангелие? Она ужасно злится, но, по-моему, таких планов у нее нет. Вот. То есть мы... Да, это такая... Это вырывается то, что сейчас популярно, некая обрядовость, да? Вот, в частности, на Пасху что-то осветить. Она еще периодически ходит, там свечки ставит, да? Это бывает. Ну вот. Поэтому, так что, если ее спросить, кто она, наверное, скажет, что она православная. И наши опросы, и государственные, и независимых структур показывают, что у нас-то неверующих осталось 10% только, а все как бы верующие. Среди них 80 с лишним процентов православные, потом католики, ну и там чуть-чуть хвостик. И вот в этом плане Беларусь находится в лидерах. То есть вот 2 оси, вот эта ось фактически фиксирует переход от общества, значит, аграрного к обществу индустриальному. Мы находимся вот здесь. И вот есть вторая ось. Это ось, которая фиксирует такие ценности от безопасности к самореализации. И вот самореализация – это и есть тот важнейший параметр, на котором держится переход от индустриального общества к постиндустриальному. Вот. И здесь мы уступаем большинству африканских стран. То есть, вот, то есть развитие фактически идет вот по диагонали. Да? То есть вы должны и здесь подниматься, и сюда двигаться. А мы находимся вот здесь. То есть здесь мы вверху, выше нас почти никого нет. Африканские страны, они, конечно, религиозные, они находятся здесь, но они по этой оси нас правее. Да? И это и есть наша главная проблема. Как я беседовал с одним товарищем, занимающимся бизнесом, он, конечно, на своем народном языке говорил, эти колхозники и так далее, и так далее. То есть он отражал вот это вот, нам нужны люди, способные индивидуально творить. И этим людям белорусская власть стоит поперек дороги. В этом главная проблема. И сейчас что пытается сделать, ведь что произошло и почему мы некоторым образом рванули вверх после распада Советского Союза? У меня такое объяснение. Начну немножко издалека. Развитие всегда происходит как бы в 2 направлениях.
По вертикали это прорыв в новое качество. И по горизонтали. То есть, когда прорыв в новое качество произошел, дальше идет адаптация этого нового качества ко всем житейским условиям. Как это понимать? Я придумал такой пример. Представьте себе изобретение паровой машины. Да? То есть, впервые в истории человечества раньше основным источником энергии механической работы были мышцы человека или животного. Ну, немножко использовали воду, где это можно, и ветряки использовали. В основном, и вдруг возникает машина. Вот. Изобретение парового двигателя и есть прорыв по вертикали. Это принципиально новое. Что происходит дальше? А дальше в течение десятков лет паровую машину начинают внедрять везде, где ее можно внедрить. Где в первую очередь внедрили паровую машину? Нет. Нет. Где? На воде. На шахте. Шахты, да, добывают. К 19 веку в Англии не осталось леса. Просто не осталось. Не то, что там строить что-то, топить нечем. И хвороста не соберете себе там подогреть. А уголь в Англии был. А какая же шахта? Ведь первая задача в шахте – откачка воды, да? Даже уголь можно ногами поднять или руками ворот крутить. Хотя это тоже очень важно. Кроме угля ведь пустая порода есть, да? И людей надо поднимать и опускать, когда шахта глубокая. Но откачка воды, если вы не можете откачивать воду, у вас шахты не будет. Поэтому первые паровые машины так и называли «друг горняка». Понятно, они были огромные, неэффективные, но они свою задачу выполнили. А дальше они начинают совершенствоваться. Вот идет по горизонтали. Ее ставят на колеса, да, мы получаем паровоз. Его ставят на корабль, да, мы получаем пароход, да. И это уже идет бурный взрыв, и это то, что называется промышленная революция. Это 19 век, его начало, да. И он происходит настолько бурно, что вот такой пример. 1812 год, война с Наполеоном, да, и Россия в этой войне выходит победителем. И никто не называет Россию отсталой страной. Наполеон захватил всю Европу, а в России обломался, да? Проходит 40 с небольшим лет. Крымская война. Это война белого человека с папуасом. Первое, что делает Россия, она топит свой флот. Под командованием одного из самых известных своих флотоводцев Ушакова. Да? Топит свой флот. Почему она его топит? Правильно делает. У них корабли все паровые. Это совсем другой маневр. Это послать в бой эти парусные суда, это значит послать на смерть всех матросов и так далее. Поэтому матросов переводят на берег. Помните памятник, или там слышали, матрос-кошка, да? Да. Он же где прославился? Он же не на море прославился, он в Севастополе воевал, да? Пушки мы все снимаем и ставим тоже на оборону Севастополя. Но помимо всего прочего, у англичан и французов уже нарезные ружья. Дальность стрельбы в 3 раза больше. То есть они расстреливают русских солдат, не входя в соприкосновение, а те ничего не могут сделать. Да? Ушаков как погиб? Его подстрелил. Фильм помните? Его подстрелил снайпер. А какой же снайпер с гладкоствольным ружьем? Там какая дальность-то была? 50 или сколько? Какой снайпер? А вот с нарезным уже и снайпер появился. Да? Вот. А дальше. Значит, там и турки немножко воевали, но главным англичане и французы. В удобной бухте, где высадиться, а лагерь в другом месте. Первым делом что делаем? Железную дорогу прокладываем. Правильно? И подвозим. И на кораблях мы возим людей и грузы. А Россия как возит людей и грузы? На телегах. На телегах через 1000 километров, да? А в это время там с Пруссией проблемы. Должны армию держать под Питером. А выясняется, что можно и не держать. А это же 2500 километров. Это как ее туда довести? А что от нее останется, которая армия пройдет пешком 2500 километров, да? И выясняется, что Россия не способна себя защищать. Защищать не способна без железных дорог. А чтобы сделать железные дороги, у нас нет металлургии. Ну, для такого уровня. А чтобы сделать металлургию, у нас нет специалистов. Всего несколько университетов, в них учатся графья. Вот, из них горные инженеры вряд ли получится, да? И вот запускается механизм реформ. На самом деле в реальной жизни экономика, социальность, политическая сфера неразрывны. Это мы их просто делим, потому что у нас мозги ограничены. Поэтому приходит экономист и говорит, главные проблемы в экономике. Он Александр Григорьевич любит говорить, да? Главные проблемы в экономике. У нас 10-е дело проблемы в экономике. У нас проблема с человеком, да?
с его возможностью реализовать себя и вот по этой оси. И поэтому главная особенность сейчас и белорусская модель, почему дала некий плюс? У нас же ведь 3 пятилетки, средние темпы роста ВВП были 7%. 15 лет 7%. Это в 2 раза выше мировых. Ну, во-первых, потому что мы шли с низкой базы. Но что произошло? Вот я же говорил о паровом двигателе, для чего привел. Я считаю, это моя собственная мысль, произошел прорыв по вертикали в новое качество. Какой прорыв? В Советском Союзе частная инициатива в экономике была уголовно наказуема. Да? Сегодня, в принципе, она разрешена. И это и есть относительно советской модели принципиальный прорыв по вертикали. Принципиальный прорыв. Но прорыв прорывом, а дальше вот эти 15 лет – это заполнение вот этих все, что частный бизнес в рамках белорусской модели мог в Беларуси занять, он занял. И пока он эти ниши занимал, у нас шел экономический рост. За это время у нас возникл целый ряд новых направлений, и все они в сфере услуг почти, да? Ну, самое известное, мы о нем уже несколько раз говорили, это связь, да? Мобильная связь. Это вклад в ВВП, правильно? И это все сделано частником. У нас, если вы помните, государство пыталось создать своего оператора и придумало красивое название. Как бы по-белорусски сокращенно и как бы по-английски best. Лучший, да? Вот они создали оператора, пыхтели, заняли 2,5% рынка и продали туркам, да? И получился лайф. Да? Безусловно, вот буквально на днях выступал перед активом Минска Александр Григорьевич, и вот я читаю, это цитата. «Валовой региональный продукт столицы на 70% формируется в сфере услуг». Ну, это так. Торговле и финансах. Ну, тут он как-то не совсем грамотная фраза, потому что торговля и финансы – это тоже сфера услуг. Это как бы масло масляное. Но суть это есть, да. Мы же видим, как... Я сейчас просто за голову хватаюсь. А как же мы в магазины ходили в советское время? Ведь что мы имеем сейчас, да? Ну, особенно я так в Минске живу, да, эти торговые центры, а уж маленьким кругом. Аптеки, у меня насчитал 6 аптек вот в том квадрате 4 улиц, в которых я живу. Вот. Причем аптеки ведь принципиально изменились. Сегодня это же консультации, да? Вы приходите и говорите, у меня то-то. И вас консультируют. Уже не говоря о том, что по каждому лекарству вам скажут, как принимать, но вообще вам скажут, что принимать. И я почти не слышу ответа, ну так обращайтесь к врачу. Вот. Нет, вас консультируют. Аптеки конкурируют между собой. Да? Вот. То есть у нас произошел некий прорыв, но он исчерпан. В чем главное? Почему произошло исчерпание? А потому что наша власть сохранилась в главном. Она допустила вот эти ниши чисто в экономике и ни на шаг по сравнению с советской властью ничего не допустила в политике. Ничего. У нас как не было политической конкуренции, но в советское время за само просто назвать, там, выразить мысль можно было пострадать. Я тут недавно вспомнил фразу учительницы, я учился в 4-й школе в Минске. Кто-то там сказал, а если другое мнение? А для тех, у кого другое мнение, у нас есть. Сейчас Александр Григорьевич может с трибуны сказать, учитывайте разнообразие мнений и так далее, так далее. Но как это происходит на практике, мы все прекрасно знаем. И с моей точки зрения, одно из самых интересных событий прошлого года – это публикация записи некой, я называю ее теткой, из 31-го, значит, это самой гимназии Минской. Да? Поднимите руку, кто слышал эту запись. Вот это, то есть система мимикрирует. Она не может... Ну, собственно, это не ее новость. Ведь Советский Союз тоже считал себя самой демократической страной. Да? Вы помните эту самую американскую конституцию, первую поправку? Так в этом плане наша конституция, советская, эту первую поправку содержит. То есть то, что... Но для американцев это было актуально в конце XVIII века. Они жить без этого не могли. И, как говоря словами Александра Григорьевича, ввели ее от жизни, чтобы она работала. Потому что без этого нет экономики. А у нас, как и в Советском Союзе,
это имитация. То есть, ну, как вот выйти и сказать, а у нас не будет выборов. Да у нас выборов и демократии побольше еще хоть где-то, да? Есть масса фактов, которые подтверждают. У нас детская смертность низкая. Да? Александр Григорьевич, когда говорит о правах человека, он никогда не говорит о политических правах. Все, что он говорит правильно, только не полно говорит. Да? Конечно, право на жизнь должно быть, да, и так далее. И так Право далее. на порядок. Да. Вот, Интересно. право, вот. А сейчас, как это Путин выразился, хотите, как во Франции? Ну да, наверное, ничего хорошего в этом нет. Но мне почему-то кажется, что Франция не сводится только к этому событию. Да, есть и всякие экстремисты, которые переворачивают машины, и которые бьют витрины, и против них надо принимать силу. Ну, если человек бьет в витрине, что вы будете? И грабят, а дальше грабят магазин. Но если, уверяю вас, если около Белого дома вы захотите провести демонстрацию, никаких проблем у вас не будет. Ну, конечно, бить ничего не надо, и пытаться перелезть через ограду тоже не надо. Но никаких проблем у вас не будет. Это уже было 7 лет назад, приехал в Филадельфию, а это время, помните, было такое движение «Окупай Уолл-стрит», да? Ну, Филадельфия не Нью-Йорк, но тем не менее около городской мэрии стоял палаточный лагерь. И люди спокойно, там никто там не боялся, что вот тут они кучками, значит, что-то обсуждают, тут у них палатки стоят, они вывешивают, вот, спинами упираются прямо в здание мэрии, никто их не гоняет. Никто их не гоняет. Ну и они, конечно, ведут себя, штурмовать мэрию не собираются. Кстати, для того, чтобы войти в мэрию, не надо там какие-то кордоны полицейские проходить и так далее. Вот. И вот мы пытаемся, значит, решить проблемы экономики, никак не связывая их с политикой, полностью избегая какой-либо конкуренции. И поэтому я считаю, что наша модель, вот, получив мощный толчок в течение 15 лет, она эту возможность выбрала. И если мы посмотрим на экономические цифры, рост у нас прекратился. В этом году, правда, власть считается за весьма такой приличный показатель, он будет, очевидно, суммарно больше 3% ВВП, но очень легко понять, почему он произошел, и Лукашенко сам об этом говорил на каких-то совещаниях. Это связано с конъюнктурой. В этом году в целом, хотя вот прямо сейчас нефть падает, но это последний момент, а в целом она выйдет где-то на уровень $71, а в прошлом году было 55. И поэтому у нас экспорт вырос двузначным числом, хотя планировался несколько процентов. То есть, ну, как ошибаемся, планировали несколько процентов, а вырос больше 10. Да? А если вы посмотрите структуру его роста, то вы прочитаете в официальной статистике за счет роста цен. То есть там совсем немного добавка в физическом объеме, а за счет роста цен. И вот теперь мы приходим к белорусско-российским отношениям. Значит, во-первых, что вот как никогда они показали, что белорусская модель без российской поддержки не жилец. И все мы теперь находимся в ловушке. Мы смотрим на эту славную Россию, понимаем, чем она нам угрожает, но если она прекратит свои дотации, здесь будет очень несладко. И я не уверен, что большинство жителей Белоруссии согласятся это терпеть. Ведь когда мы говорим о реформах, когда мы говорим о чем-то, всегда встает вопрос о цене. И насколько люди готовы это терпеть. И я думаю, что большинство белорусов не готовы. Я вспоминаю, вот как раз, когда прибалты только отделились, а я на тот момент, так получилось, я никогда не был в Вильнюсе. Ну, и вообще в Литве. В Риге я просто жил ребенком, а в Литве никогда не был. И вот мы впервые оказались, и в том числе заехали там, ну, я был инициатором, поездки, у нас было несколько человек, он завез к какому-то своему приятелю. И это был русский. И тут я увидел такое чудо. Представляете, ну, обычная кухня советская, раковина, и тут стоит такой бачок с краном. И я говорю, что это у вас такое? А он поясняет, что у них горячей воды давно нет. В Минске такого не было никогда. Ни в какие 90-е все подавалось. А газ подается. Значит, что делают люди? Он греет, а тогда еще счетчиков нигде не было, он греет эту воду, наливает потом в бачок, и вот у него горячая вода. И тут он сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Эту фразу сказал русский человек. Нам тяжело, но мы прорвемся.
То есть, ну, я не знаю, насколько это было распространено среди русских, но факт в том, что они прорвались. Хотя, как мы видим, и тут сейчас могут назвать мне цифры, выясняется, что как только вы прорываетесь в конкурентный мир, то дальше надо конкурировать. И демократия вам в какой-то степени может и помешать. И то, что Вильнюс пустой город, наверное, многие видели, да? И когда мы смотрим на это и говорим, что вот, мол, нам этого не надо, но чем дольше мы будем, тем больше мы отстанем, и эти проблемы набегут у нас еще больше. Вот. У нас и сегодня сотни тысяч людей работают, и вы тем более восточнее находитесь Минска, вы это знаете лучше, да? А когда-то я, помню, выступал после каких-то выборов в Витебске, да, и мне, ну, это опять же актив собирается, и один человек сказал такое, когда мы собирали подписи, нам, как правило, дверь открывала молодая женщина с котом, вот, а мужчин не было, потому что мужчины в Витебске, да, все на заработках. Мужчины все на заработках, а там остались молодые женщины с котами. Так что тыкать пальцем в Литву, но это глобальная проблема, и надо четко понимать. Есть около 1000 определений культуры, и одно из определений в самом общем виде звучит так. Культура – это внебиологический способ решения общебиологических проблем. Самую главную общебиологическую проблему мы все знаем, да? Это проблема выживания. Культура – это то, что помогает нам выжить. А проблема выживания любые биологические виды, хоть амебы, хоть что, решают в условиях конкуренции. А там, где есть реальная конкуренция, там есть реальные победители и реальные проигравшие. И культуры, которые не выдерживают конкуренции, сходят с исторической дистанции. Если мы почешем затылок и вспомним даже в школьный учебник истории, насчитаем массу народов, которые жили на бывшей территории, ну, СССР, да, всякие там этрусские, нет, этрусские это из Италии, да, которых, кстати, тоже нет, а здесь скифы, печенеги, хазары, и где они, да, они потихоньку, это не значит, что их перебили, они потихоньку растворились, приняли другую культуру, вот. Поэтому чем позже мы, и белорусы также находятся в условиях конкуренции, вот, и чем позже мы, с моей точки зрения, принцип такой, или Беларусь будет Европой, или Беларуси не будет вообще. Вот. Но при этом надо понимать, что стать Европой на данный момент означает смену цивилизационной идентичности. Потому что, как это ни печально, но мы находимся в рамках российской культуры. Тут, если вы не возражаете, я немножко выступлю на тему цивилизационного анализа. Дело в том, что сам себя я считаю специалистом по цивилизационному анализу. Я же на эту тему пишу статьи в журнал «Левада-Центра». Последняя статья в последнем номере, вы можете ее увидеть, она называется «Настя Рыбка и столкновение цивилизаций». Так вот, занимаясь цивилизационным анализом, я пришел к 3 выводам глобальным. Вывод первый. Россия является отдельной цивилизацией. Этот вывод в научном мире принимается не всеми. Существуют разные мнения. Например, Хантингтон, один из классиков, вы знаете его книга «Столкновение цивилизаций», считал, что Россия представляет из себя ядро православной цивилизации. Но другой классик цивилизационного анализа, Тойнби, если вы слышали его имя, у него есть такой многотомник «Постижение истории», он есть на русском языке и есть в интернете. Он говорил, что есть, говоря о православии, он говорил, основная православная цивилизация на Балканах, и есть Россия. И то, что Тойнби был прав, подтверждаются, Тойнби последнюю, наверное, свою книгу написал в 1961 году. Вы понимаете, сколько прошло лет, да? Ни о каком Евросоюзе тогда не было речи. Но сегодня все православные страны Балкан или уже стали частью Евросоюза, а Евросоюз – это проект западно-христианской цивилизации, да? Или стоят на очереди, да? Вот болгары, румыны православные стали. Вот. Фактически от них требуется смена цивилизационной идентичности. Это самое тяжелое испытание, которое может выпасть, так сказать, в судьбе какого-то народа. Поэтому, если вы в курсе, в бывших соцстранах, которые присоединились, там вдруг становятся популярными
и бывшие коммунистические лидеры и так далее. Потому что пройти это испытание очень сложно. Вот, это первый вывод. Вывод второй, который, возможно, многим тут не понравится, но это так. Беларусь и Украина являются частью российской цивилизации. Когда-то территория нынешней Беларуси была частью, как Великое княжество Литовское, это западно-христианская цивилизация. И есть четкая, так сказать, критерий, какая территория была частью, является или была частью западно-христианской цивилизации. Это наличие ратуш. Там, где ратуши, там магдебургское право, там самоуправление. Практически все белорусские города, да, имели магдебургское право. И штук 5-6 ратуш, правда, не все, некоторые новоделы у нас сохранились до сих пор. И в Минске стоит, но это новодел 100%. Самое известное, наверное, не свежие, но это не важно, их несколько, да? Вся эта территория была территорией западно-христианской цивилизации. А какое отношение Россия к этим имеет? Сколько у нее было родов с Магдебургским? Нисколько. 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 Какое Поэтому она отношение имеет? никакого. Она другая цивилизация. Я про то и говорю. А почему тогда Украина и Беларусь часть? Потому что Россия распространила свое влияние уже 300 лет и поменяла. Само по себе в Не истории. 300, а 200, 792 второго 8 там окончилось. Самой Третий раздел. Так, Третий, а мы ж по первому. Мы по втором второй. ну, первому попали. началось еще На с кого что попало? А Украина-то позже попала. минутку. В смене цивилизационной идентичности нет ничего необычного. Что такое нынешняя Турция? Это ведь ядро православной цивилизации Византии, да? 80% нынешних турок – это потомки православных христиан. Вот вам страна, да? И православие неоднократно в истории менялось на ислам, потому что глубинно они очень близки. Кто такие все эти народы на Балканах, которые сейчас мусульмане, Албания и так далее? Это все бывшие православные. А кто такие абхазы? Это все бывшие православные, поменявшие свою идентичность. Так что в этом ничего необычного нет. И вот мы сейчас смотрим на Украину. Украина от нас отличается в том числе тем, что она пытается сменить свою идентичность. Пытается. Но мы видим, с какими издержками. И пока сказать, что процесс вот прямо вот, ну даже через 10 лет завершится, никто не может. И мы видим, что упирается-то не просто в Сидорова-Петрова, да? Но победил первый Майдан. Пришли к власти те, кто хотели. Что изменилось? Ничего. Пока там все они одинаковые. И чтобы там что-то поменялось, надо еще 2 поколения. Возможно. Если вот прямо вот с сегодняшнего дня они начнут разговаривать на своей родной мове. Так точно и здесь. И только 2 поколения осознают себя белорусами, там украинцами, и будет их государство. Понимаете? А так оно, вот эта вот русскость, она не дает человеку себя осознать. Осознав себя нормальным белорусами, человеком. они осознают себя европейцами. Они сменят, допустим, вот эту неправовую культуру на правовую. Вот Александр Григорьевич, когда выезжает, в том числе и к вам, да, вообще Орша, такой замечательный полигон, он все время, между прочим, говорит в том числе о соблюдении технологической дисциплины. Что такое? Почему проблема? А это вот неправовая культура на низовом уровне, да, она проявляется в первую очередь в массовом пренебрежении к технологической дисциплине. И в стране с неправовой культурой не может быть современного массового производства. Массового. Вот он опять же недавно рассказывал, что некий американец ему сказал, что если что-то надо уникальное, а это было в интервью Брилеву, да, англичанину, гражданину Великобритании Брилеву, да, он сказал, а вот американец ему говорит, если что-то уникальное, то надо в Беларусь ехать. Это такой современный миф левши, да. Вот левша – это пример, вот мы уникальное произведем. Ну, возможно. А с массовым-то производством получится, помните, еще с советских времен у Жванецкого там тыры-пыры на пару, а включаешь и не работает. А включаешь, и ну, тут молодых людей не так много, все остальные в основном моего возраста помнят, как бегали
за импортом, да? Да. И еще было понятие фирма, да? Ага. Причем ведь никто самих фирм не различал, да? Вот если она итальянская, то значит фирма. Хотя эту обувь там производили тысячи фирм. У тебя какая? Какая разница какая? Она у меня итальянская, у меня фирма, да? Вот оно, качество принципиально иное. Вот. Это второй вывод. К сожалению, вот такие дела. А самое главное, ведь есть масса определений, что такое цивилизация. В том числе Хантингтон говорил так: цивилизация – это там, где мы чувствуем себя своим. Вот где кончается наше «мы». Скажите, белорусы, среднестатистически, он скорее себя почувствует, приехав в Смоленск или в Варшаву? Он где будет свой? В Смоленске. И когда Нисепи спрашивает: вы считаете, что украинцы и белорусы и русские – это один народ? 70% отвечают один. Но здесь есть один такой хитрый момент. Когда я приезжаю в Смоленск и буду по-белорусской мове разговаривать, он скажет, что меня не разумеет. Ну и что? Когда я приеду в Варшаву и буду Вот он. разговаривать по-белорусской мове, Конечно, медленно, Медленно, да. и он меня разумеет. Ну и Так что? значит, вот Это с ничего не ними значит. родня. Цивилизация. А Это ничего не смоляне, так значит. как еще после там 400, Ты говоришь. 500 лет назад. Хорошо, я понял, ничего не значит. Поляк приедет в Новую Зеландию и заговорит по-польски. Его поймут? Нет. Нет, он приедет в западно-христианскую цивилизацию. Понятно, да? Он приедет в Австралию, это западно-христианская, или сейчас, как говорят, евроатлантическая цивилизация. Потому что она заключается в неких базовых вещах. В том числе в западно-христианской цивилизации в 21 веке не возникает авторитаризма. Потому что народу некие лидеры такие не нужны. А у нас он цветет и пахнет, и никуда не собирается пропадать. Понятно, да? Вот это и есть наши базовые, так сказать, ядерные, то есть образующие ядро нашей культуры. На каком мы говорим языке? 10-е дело. Туркмены говорят на туркменском языке. Это их к демократии не приблизило ни на шаг. Ни на шаг. Понимаете? Это разные вещи, и не надо их путать. Да. И третий вывод. Вот самое интересное, с которым мы сталкиваемся. Время российской цивилизации в истории заканчивается. Заканчивается. Что значит время заканчивается? Это значит, смотрите сюда, 300 с лишним лет Россия жила в условиях так называемой догоняющей модернизации. Она началась еще до Петра. Формально можно считать начало догоняющей модернизации с Бориса Годунова, когда он это формально чисто, когда он собрал 23 отпрыска и отправил их учиться на Запад. На самом деле это чрезвычайно символически важный факт. Ведь Россия до этого, еще там с Ивана какого-то, не Грозного, а ранее, его деда, наверное, формировала идею Москва, Третий Рим. Да? Только у нас истинная вера, и все истина, истина, истина. Посылка этих недорослей означала признание приоритета Запада. И в Ливонскую войну, которая жесточайшим образом прошла по этой территории, да, вдруг выяснилось, что пушки латинян стреляют лучше. И где Петр? Помните роман «Петр I»? Он где свое воспитание получил? В немецкой слободе. Что такое немецкое? Слово немецкое тут к немцам не имеет никакого отношения. Что такое немецкая слобода? Это факт признания отставания России. Мы берем специалистов, приглашаем их сюда, в первую очередь специалистов, конечно, в оружейном военном деле, да? Приглашаем их сюда, но при условии, вы живете за этим забором, вы молитесь кому и как хотите, это ваши проблемы, но свою веру и прочие эти вещи вы на нас не переносите. Вы учите наших людей техническим вещам. Да? И вот Петр I там оказался и там начал формировать. Это и есть факт признания отставания. При Петре I это начало уже массовое явление. Петр создает армию, так называемые полки нового строя. Выясняется, офицеров под нее нет. Поэтому огромное количество вдруг оказывается в российской армии с Прибалтики, да, и там уже, со всех территорий Европы. Нету людей для этого. Как кто-то потом позже сказал, неким взять культуру, да. Поэтому приглашается огромное количество. Ну, тогда, конечно, Петра интересовала в первую очередь армия и ее
вооружения, да? И вот 300 с лишним лет страна развивается в режиме догоняющей модернизации. Ее суть: мы на Западе берем достижения, переносим сюда, здесь в военном деле их осваиваем и вперед. Модернизация Сталина точно такая же. Только одна американская фирма построила более 1000 заводов в России. Откуда все построили заводы? А начинка откуда? Все же куплено, да? Куплено чем? В том числе смертями людей. Потому что покупать не на что, мы забираем зерно, люди умирают с голода, это источник валюты, мы покупаем оборудование. Но мы это строим, мы строим танки, и в конце концов производим их десятками тысяч, да? Модернизация, это выполняется задача. Так вот, момент нынешнего времени заключается в том, что ничего на Западе, по большому счету, мы больше взять не можем. Не можем не потому, что это засекречено. Представьте себе простой эксперимент мысленный. Apple разработал последнюю новинку своего телефона и передал России бесплатно всю документацию, всю. Россия создаст рыночный продукт? Нет. Не получится. Молотки только сделают. А протирать хваты там спиртом надо будет? Я не знаю. Я за свою жизнь, это отдельная история, 5 с лишним тонн спирта вылил в канализацию за 2 года. Каждый день по 10 литров. И ни разу не Сергей попробовал. Орша может забить за это. Это проблема Орши. Вот. Все. То есть тот уровень сложности, который сейчас достигнут передовыми странами, в этой цивилизации, я повторяю, не в России, а российской цивилизации, повторен быть не может. Это же комплекс. Понимаете? Я же уже говорил, для того, чтобы произвести микросхему, вот вам ее документация, вам надо иметь весь комплект оборудования. Это минимум 6-7 тысяч миллиардов долларов. Вот для того, чтобы хоть одну произвести. Вам надо... У вас этого нету, да? А когда вы это пока вы будете это все осваивать и закупите, это все уйдет. Да, надо же будете девочек научить маленьких там паять монтажниц. А тех вот, которые так вот, сегодня монтажницы, поставили. А это девочки, же время, не да. нужны паяли при сегодня. мне. Да. Уже больше никакие девочки не Автоматы. паяют. Я видел... Это у Баранича. Понятно. У Нет, Барани нет, паяли. нет. До конца собирает любое, и даже этот телефон все равно монтажница. Ну, ракеты-то Плату выпускают. делает. Ракеты выпускают. Тише, давайте послушаем. Вот Россия выпускает ракеты. Да? Вот давайте пойдем по ракетам. Вот у меня дочка пишет докторскую диссертацию в Америке. И ей тоже преподаватели, профессора спрашивают. Но ведь Россия первая вышла в космос, да? Ну это же факт. Да. Вот давайте отсюда оттолкнемся и запляшем. Почему же Россия первая вышла в космос? Первый вопрос. Как первый ракетный полигон у нас, это Капустин-Яр, да? Он действует до сих пор. Так как мой отец был ракетчиком, каждый год он ездил, на их сленге это Капьяр, да? В Астраханской области. А вот, как называлась первая ракета баллистическая, которую запускали с Капустина-Яра? Это Р-7. Она называлась, по большому счету, Фау-2. Да? Фау. Немцев. Причем это была не копия Фау-2, это была именно Фау-2, вывезенная из Германии. Вывезенная вместе с немецкими специалистами. Правда, не всех удалось вывезти. Часть вывезли американцы, да? В том числе и главного туда. Совершенно верно. Но что произошло дальше? Американцы применяют атомную бомбу в 1945 году, и советская власть, или коммунистическая власть, правильно сказать, понимает, главное условие ее выживания – ракета, то есть ядерный щит. И вот бросаются, понимаете, в чем отличие вот этой системы, допустим, от западной? Она может сконцентрировать ресурсы на каком-то вопросе. Все будут ходить с голым задом, будут голодными, но вот какая-то локальная задача будет выполнена. И все ресурсы были брошены. И руководил этим проектом, как вы знаете, Берия. Да? Вот. И в этой связи возникает в том числе, как описал потом один наш писатель, так называемый феномен зубров. Да? Это когда, в том числе, Берия там что-то звонит Капице и что-то начинает. Ну, это самое, Капица, есть знаменитый ответ. Я ваших работ по физике не читал. И заткнись, да? А сейчас я напомню такую историю, что такое зубры. Был такой Федоров, академик. Это тот самый Федоров из четверки, которые с Папаниным плавали на льдине. Да? Ну, Папанина все знают. Их там 4 человека было. Один из них Федоров. Но он потом прожил долгую жизнь. Он занимался вопросами географии,
природы, то есть он к этому не имеет никакого отношения. Но он еще в советское время написал книжку, которая называется «Полярные дневники». О своей жизни. Я ее читал. И вот там есть изумительный момент, как его пропустила советская цензура, я не знаю до сих пор. Но суть такая. Он был свидетелем, ну как академик, он же вращался в соответствующих кругах, был свидетелем разговора Курчатова с министрами. А я этот разговор помню дословно. Курчатов обращается к министрам. Ну что, рук ребята, вы подготовили ПИС-документ? То есть вы руководящие ребята, он так министров называет, да? Ну, письменный документ вы подготовили. И дальше Федоров поясняет, что не дай бог эти министры не подготовили, он же их просто уничтожит. Вот вам ядерный щит, да? Курчатов получает неограниченные полномочия, любые. Деньги, ресурсы, какие угодно, все. Но атомная бомба должна быть. Сейчас мы ее знаем, что они ее сделали в том числе при помощи разведки. И уже позже люди вспоминали, как это Курчатов вдруг говорил, без всяких экспериментов идем тем направлением. Да? Ну, можно было разным методом, в частности, обогащать уран. Он просто получал разведывательные данные. И вот когда атомная бомба в Советском Союзе создается, выясняется, что по большому счету для противостояния американцев она бесполезна. Потому что Советский Союз почти со всех сторон окружен американскими военными базами. И они могут доставить эту ядерную бомбу самолетом. А Советскому Союзу до Соединенных Штатов почти не дотянуться. У него нет там рядом авиационных баз. И тогда следующая задача после решения ядерной становится задача создания баллистической ракеты. Коммунистическая власть ее рассматривает как задачу своего основного выживания и бросает на это все ресурсы, какие только нужны в стране. И вот с помощью этих ресурсов, в том числе и опираясь на разработки немцев, создается и, соответственно, ракеты нужного уровня, и создаются, значит, и как часть ответвления от этого получается космос. Да? И поэтому на самом деле все начальные достижения космоса советские, первый спутник, там, первый облет Луны, фотографии, первое там на Марсе, все первое, да, первый выход в открытый космос. А теперь смотрите, уже России, преемницы Советского Союза, сколько лет, да? Ни одной успешной экспедиции космической в дальний космос. Ни одной. Вот только в этом году, вот только недавно, американцы посадили очередной аппарат на Марс, да? Советский Союз несколько раз пытался посадить, все разбились. Да? Ни один не сработал. Последний раз, это как европейцы это догадались, европейский аппарат российской ракетой. И разбился. Да? Это было недавно. Американцы вот только сейчас, следующий, вот только недавно было сообщение, их аппарат подлетел, пару лет будет заниматься исследованием некой кометы. Да? Ну а то, что Вояджеры, запущенные в 70-е годы, до сих пор работают, уже вышли за пределы солнечного пространства, да? Да, второй. Да, уже второй долетел. Значит, ни одного. На сегодняшний день надо понимать, что сам доставка в космос, вот если возьмем всю коммерцию космоса, то сами ракеты и выход – это 2%. То есть современный космос не в ракете, он в том, что вы туда выводите. Да? Когда Александр Григорьевич говорит, что мы тут у нас спутник есть, спутник сейчас делают студенты. Космическая страна. Вот, мы космическая страна. Да? Кстати, в Станьково, моем родном, где была ракетная бригада, где я жил, стоит эта станция слежения. Если кто в Станьково был, там с дороги видны хорошо эти. Они рядом прямо с дорогой эти антенны. Вот. То есть полный провал в космосе. Сейчас этот Рогозин рассказывает какие-то анекдоты, что там на Луну будут. Так, во-первых, это уже не первые рассказы, да? Уже многие сроки прошли. Вот. Вы же посмотрите, сейчас частные компании уже там 40 или сколько процентов мировых космических грузов держит Илон Маск, да? Со своей Falcon 9, которая... Вы видели, как она садится, да? И сейчас же вот он уже 85 километров поднялась. И может опустить. За 20 тысяч будет туда туристов возить. Но это другой уже скоро. То есть в космосе хвастаться абсолютно нечем. Никаких успехов за последние десятилетия нет.
А в Всё. танках? А? А вопрос был, а в танках? Толку от танка. Ну, Ну, я, во-первых, не разбираюсь в танках, но современный танк, я думаю, Тишься. значит, я думаю, современные танки это в первую очередь электроника. Насколько я знаю, так называемые в танках тепловизоры раньше были французские. Мгм. А вот танк, этот самый «Армата», который застрял на Красной площади, застрял не случайно, потому что для него двигателя так и не сделали. Там стоит не его двигатель, ну, то есть с менее тяжелого танка, поэтому его мощности не хватает. Поэтому «Армата» в том числе, хотя Россия ведет войну в Сирии, и одна из причин, это не единственная, конечно, используют, ну, реально, раз ты ведешь войну, чего не испытывать военную технику. Нету там «Армат». Нету, потому что она вообще в войска-то не поступает. Вот. Так что, где у американцев с какого года этот самый истребитель 5-го поколения? С 3-го или с 4-го? Правда, они его сделали штук 200, ну, около 300, по-моему, больше не делают. Ну, ужасно дорого, а нет тех целей. Миллиардов. Нет тех целей, которые он... Для них нужно. Только он для этого нужен, да? Теперь, вот мне это напоминает, у меня есть приятель, я не раз рассказывал, он инвалид, с трудом встает на горшок, стоящий рядом, биотуалет у него у кровати, и он плохо видит. И он фактически телевизор даже не сколько смотрит, сколько слушает. Но других источников информации у него нет. И из моих знакомых это единственный человек, чьи взгляды моим диаметрально противоположны. Но он мой однокурсник, и я 2 раза в неделю к нему хожу. И мы всегда спорим. Я это делаю не случайно. Я никогда не спорю с людьми, которые не моих взглядов. А тут просто я как бы получаю, ну, потом сам для себя я это прокручиваю, понимаю, как вот... Вроде телевизор Да, смотрел ну сам. то есть, а телевизор я давно не смотрю. А вот там... Вот. И реклама же действует. Я помните, когда были эти калибры пускали из Каспийского моря, да? Да. Вот я к нему прихожу, а он такой радостный. Как им Путин-то дал, а? Как он? Я говорю, Петя, ты на горшок с трудом садишься. Тебе пофиг ветер, это что тебе? А потом, а вот эту же ракету, которая обходит любую, значит, против... Так в Америке же нет противоракетной обороны. Надо четко понимать. В Америке, в частности, на восточном побережье, на восточном, где Калифорния, то есть это западное побережье, да, стоит 48 противоракет. Для чего? Потому что они боятся этого придурка из Северной Кореи. Но в России 700 с лишним носителей ядерных боезарядов. Что такое 48 противоракет? Да. Это просто ничего. То есть на самом деле обороны противоракетной обороны против России в Америке нет. Они ее и не планируют, и не создают. Но против этого придурка есть 48 ракет, да? К тому же они все время вот это размещать в Европе, потому что есть еще один придурок, да? Это Иран. Но поэтому любые попытки создать какие-то суперракеты в России это главным образом распил денег очередных. Мы же уже говорили об угрозах, да? Вот это экономика угроз. Вот мы создаем супер какую-то. Вот. Возможно, создадут. Я не знаю. Вот. Неплохо на этом заработают. А как заработают, вы должны представлять. Каждая Олимпиада последующая дороже предыдущей. Ну, это естественно. Больше видов спорта, и там все какие-то новинки. И вот Сочи предшествовала Олимпиада в Монреале, да? Она обошла с организатором 6 миллиардов. Монреальская. Монреальская. Угу. А путинская Олимпиада в Сочи обошлась в 50 с лишним миллиардов. Чувствуете скачок? В 10 раз. Да. Теперь вопрос. Это выгодно экономически или нет? Нет. Тем, кто строит выгодно. О. Да, можно и А вы с Очень какой стороны прекрасно. смотрите? Да. Вы с какой стороны смотрите? Тем, кто получил подряды, супер. Причем, как потом выясняется, получают, понятно, друзья Путина. Да. А у них, они же еще такие, ведь вот мы же говорили о правовом государстве. Они заключают, в свою очередь, массу, ну, с каким-то, все ж не сделаешь, да? Там платят треть аванса, а больше ничего не платят. Вы все изготавливаете, а потом, как дурачки, пытаетесь от Ротенбергов выбрать деньги. И вас посылают подальше. Вот. Сейчас, я уж там не помню, приняли окончательное решение строить мост на Сахалин, да? РЖД, Российские железные дороги, в свое время приняли решение. Мост не выгоден.
Но нет тех товаров. Что такое Сахалин экономически, да? Что там возить? Да, тем более основная добыча там нефть и газ. Зачем железнодорожный мост для этого, да? Вот. Мы из Кремля сказали, будем строить. Будем строить. Деньги Вот. на распил. Поэтому... И это даже не на распил. Вы получаете, даже, допустим, хотя этого не бывает, вы ни копейки не украли, да? Ну, не украли, но вы получили заказ без всякой конкуренции на многие миллиарды. И даже ваши пусть плановые 15% прибыли от этих сумм – это миллиарды. А потом, ведь не надо думать, что прямо, понимаете, что такое коррупция? В России, по большому счету, нет коррупции и не может быть. Потому что коррупция – это явление в рыночной экономике. Есть рыночная экономика, и нет ни одной рыночной экономики, где не было бы государства. Да? И вот на стыке рыночной экономики и государства появляется коррупция. В России нет рыночной экономики. Тогда и в Беларуси нет. Конечно. Что у Ну, детей нет, воруют продукты. есть низовая коррупция. Да? Вот учительница там что-то, да? Это низовая. Врач, учитель. Вот. А на большом уровне, ну вот как коррупция. Вот есть Сечин, да? Лучший дружбан. Он это по его инициативе посадили Ходорковского, отняли у него компанию Луко, то есть не Луко, это самое ЮКОС. Ее забрал себе Сечин. Ну как себе? Она официально государственная. Да? У Сечина официальная зарплата только здесь $12,5 миллионов в год. Это официально. Ему назначил совет директоров. Если вы придете к нему с ревизией, вы ни копейки к нему не предъявите. Совет директоров ему выделил, да? Аналогичная, лучшая компания, крупнейшая Китая, у ее директора годовая зарплата 118 тысяч. Чувствуете разницу, да? 118. А ее рыночная стоимость в 10 раз больше Роснефти. И это сейчас общий принцип. Сейчас в России, я думаю, в Беларуси, я просто не владею цифрами, есть большая разница. Просто учитель и директор школы, да? Заведующий больницей, главврач, да? И просто врач. В наше время все-таки были какие-то нормы, да, и все это было жестко завязано. Вот. Оклады Да. там. Хотя, как ходил такой анекдот, что жена главного, ну я же на интеграле работал, главного инженера, значит, интеграла говорила, трудно, проблема потратить первые 100 тысяч. И тогда люди находили пути совсем других заработков. Ну, как, например, это делалось на интеграле. На интеграле, ну, действительно было поставлено рационализаторская работа. А так как распределение, в конце концов, вели к экономии кремния, а себестоимость кремния даже в слитке в 3 раза было больше золота, вот, то суммы получались огромные. Но вы ни одно крупное распределение не протолкнете, если в нем нет начальника. Да. И поэтому этот начальник мог за год только за распределение получать сотни и сотни тысяч рублей. Вот. При этом оклад у него, ну, конечно, было выше, чем у вас. Даже но... в зарплате потом не учитывается. А это не учитывается? Какое это отношение к зарплате? Вот. И возвращаясь к Сечину, ведь он же, пусть 12,5 миллионов, он сколько лет там правит? Ну, уже не год там и не 10, да? Но все-таки маловато, чтобы купить жене яхту за 150 миллионов, да? Недавно, если вы в курсе, он купил так называемый хрустальный дом. Это квартиру в 6 или в 5 уровней, этажей, да? Это все стоит, ну, в рублях миллиарды, соответственно... Я ж не говорю, что у него отдельный дворец есть, да? Вот так вот. Вот так эта система. Ведь вы понимаете, в чем дело? В рыночной экономике деньги стоят денег, да? Как называется цена денег в рыночной экономике? Банковский процент. Ну как? Вы приходите в банк и говорите, мне нужен кредит, пожалуйста. Ну, если пожалуйста. Вот. Ну, он под такие-то проценты. Этот процент и есть цена денег. Теперь мы переходим сюда. У нас чиновник распределяет ресурсы, да? Ну что, он будет бесплатно распределять? Как называется цена денег? Откат. Откат. Он выполняет роль банковского процента. Почему чиновник должен вам выделять? В свое время при Ельцине распределили государственную собственность. Она ваша? А чего-то я, чиновник, сижу на голом окладе, пусть он супер большой, а вам дали миллиарды. Чего я должен так сидеть? Иди сюда. Поэтому славный один из самых там Дерипаска, помните его знаменитую фразу? Если государство скажет отдать русал, я отдам. Поэтому это им, собственно, эта собственность как бы дана просто в управление на время. И, безусловно, с этого
все, кто может, качает. Так что, если... Ну, им, конечно, достается, они не бедствуют, но недаром Путина называют самым богатым человеком мира. Что ж, он распределяет эти самые миллиарды. Недавно же было... ну как недавно, весной в Петербурге проходит одно из таких всегда для России видных мероприятий – Петербургский экономический форум. Да? Перед этим форумом некий аналитический отдел Сбербанка, где такой продвинутый якобы Греф, проанализировал работу «Газпрома» и написал отчет. И один из главных выводов такой: «Газпром» работает не в интересах своих акционеров, а в интересах своих субподрядчиков. То есть, ну он же там раздает всякие вот эти, строит. Основные деньги зарабатывают те, кто его обслуживает. Что сделал продвинутый Греф? Тут же уволил авторов доклада. Вот и все. Вот официальные, не выдуманные, не оппозиции данные. «Газпром» работает не для своих, а главный акционер государства. А кто возглавляет «Газпром»? Некто Леха Миллер, да? Тот самый Миллер, который при Путине отвечал за сбор дани с этих самых, с местных предпринимателей. Ну вот он, Путин стал президентом, а Леха Миллер сел на «Газпром». Но ведь его Путин посадил не только для того, чтобы он себе набивал карман. Что ж, он его держит, те зарабатывают эти самые свои миллиарды, а он что, свою зарплату, и каждый раз, он же, помните у него, что там в собственности? По-моему, старый автомобиль «Волга», да? Нива, такое. Не, ну давай они хоть коллекционерные, так сказать. Коллекционные. Еще году шестом журналисты подсчитали, что часы, которые за год он носит, превосходят его официальные доходы. Мы же живем в прозрачное время, да? Вот последняя, это запись белорусского чиновника. Бабло, мерседесы, да? Мы живем... Мы живем в такое время. Вышел чиновник. Появилось вот этот анекдот с Башировым и Петровым, да? Значит, ну, помните этот анекдот, который нам рассказали? Но ведь суть в чем? Как только его рассказали, это ведь бесконечная возможность для исследования. Во-первых, с помощью искусственного интеллекта, имея фотографию, легко ее тут же найти в интернете. И что получается? Вот даже вот возьмем некто Сергей Николюк. Кто он такой? Никто. Но если вы введете, если он заявляет, что он политолог, да, вы вводите в интернет, если он политолог, должно как-то проявляться, да, и вы находите массу ссылок. Тут появляются два человека и говорят, что они бизнесмены. Люди сразу их ищут. Нет таких бизнесменов. Интернет не знает таких людей. Ну как это так? А они, ну конечно, они не миллиардеры, не миллионеры, но это двое парней, которые говорят: вот захотела там посмотреть на шпиль. Вот кто из вас просто вдруг вот так вечерком решит, а не посъездить туда, в Солсбери, да? То есть Лондон вас уже не интересует. Но если вы окажетесь в Англии, ну наверняка вы же пойдете в самые известные места. Это вас не... Вот на шпиль надо посмотреть. У вас это деньги позволяют. Поднимите руку, кто так может. Ну, никто не может. Они могут, да? Вот. И тут же начинают искать, да? А паспорта же их есть иностранные? Есть, да? База иностранная... Ну, в России два паспорта, вы знаете. Для выезда надо иметь специальный заграничный паспорт. База закрыта. Но ведь к этой базе имеют доступ тысячи людей, да? В том числе всякие девочки-паспортистки. Те, кто занимается профессиональными расследованиями, они давно, у них есть свои паспортистки. Тут же находят, раз паспорт выдан, есть анкета, да? Смотрим анкету, и что в ней? Она пустая. Пустая, стоит две буквы СС. Для служения совершенно секретно. Что это за бизнесмены, которые еще рассказывают, что закупают там продукты для здорового образа жизни. И стоит телефон. Что за телефон? Звоним, ГРУ слушает. Вот и все. Вот и все. Раз ГРУ, а где их искать? А где готовят ГРУ? А где эти училища? Ну, давайте просматривать фотографии. А вот он, Чипига, да? А вот он, его фотографии там в Чечне и так далее. Мы живем в такое время прозрачное. Как только появилась хоть какая-то информация, хоть какой-то залокоток, так и наша вот эта, как я ее называю, тетка. Сергей, коли ласка, давайте мы все ж таки все ответим. По России ближе, да? Да, вот все ж таки вот, ваш прогноз хотя бы. Чем Сейчас... все скончится? Миром
Значит, вначале я просто дам прогноз, а потом все-таки на свой манер некую базу подведу. Значит, я много лет писал такой ежемесячный аналитический документ, который назывался «Инфофокус». И он, каждый инфофокус заканчивался неким прогнозом. Ну, события месяца, они как-то развивались, не закончились, и надо прогноз. Надо сказать, что делать прогноз – это самое тяжелое. Да? После того, как что-то случилось, изобразить умного, объяснить. Вот сюда я ехал, читал интервью Дракохруста с уважаемым мной директором Левада-центра Левом Гудковым, и тот прямо говорит: я в своих прогнозах всегда ошибался. Вот. И на протяжении этих многих лет, конечно, было очень много конфликтов белорусско-российских. И мне приходилось делать прогноз. И я всегда его делал по одной формуле. Все закончится в пользу Беларуси. И по большому счету практически всегда так и заканчивалось. Почему? Не потому, что Александр Григорьевич талантливый переговорщик и там всех переигрывает. Значит, надо понимать, и вот тут мы приходим уже к теории, природу российской власти. Много веков Россия развивалась, такое слово, и все мы его поддерживаем, как империя. Но это была абсолютно своеобразная империя, и не знаю, были ли такие еще в мире. Возьмем классические империи, которые в XIX веке, например, создавали европейские государства. Франция, там, ну и прочее. Эти империи правильнее назвать было бы бизнес-проекты. То есть для чего их создавали? Для получения прибыли. Вот есть метрополия, есть где-то за океаном какие-то территории, мы их эксплуатируем, по дешевке забираем природные ресурсы, и все окей. Когда рухнули эти империи, они рухнули в 60-х годах прошлого века. Почему? На местах стали возникать национально-освободительные движения, что повысило резко издержки. Понятно, да? И прибыли превратились в убытки. И империи закончились. Да, конечно, где-то там имперский синдром, кто-то ж на этом жил, кто-то жизнь всю положил и так далее. Империи закончились. Так вот, Российская империя никогда не существовала как бизнес-проект. А если уж брать ее золотое время Советский Союз, это такой классическое, да больше, наверное, были ли такие, это идеократическая империя. Она двигала идею коммунизма. Помните, да? И за продвижение этой славной идеи она что делала? Платила. Кормила. Платила. Поэтому, когда было соревнование двух систем, кто кого перетянет, а перетянет тот, кто больше заплатит. Поэтому, когда Советский Союз рухнул, осталось, и Россия, как правопреемник, приняла в том числе и долги. Их было 90, как я сейчас помню, 8 миллиардов. Но это не совсем нынешние миллиарды, это все-таки 30 лет назад, да? То есть она платила за все это, она поставляла им оружие, которое фактически бесплатно, да, и так далее. Поэтому сам факт, что Россия подкармливает Беларусь, нет ничего необычного. Это более того, внутри самой страны единство страны удерживается точно так же. Там же официально у них 80 с лишним субъектов федерации, и только 7, по-моему, окупаемые, а все остальные на дотациях. Ну, одних больше, у одних меньше. Отчасти, конечно, это искусственно. То есть их вначале обобрали, ну, сказали, как у вас денег нет, ну идите просите. Не, просто просите, а вот мы будем давать под условия. Это же способ управления. Я пришел такой демократ, да, на какую-нибудь губернию, а денег у меня нет. А мне надо в Москву. А в Москве говорят, да, вот обеспечишь выборы. Ну, федеральный, такой-то процент. Ты деньги получишь. Не обеспечишь, ну, мы тебя уберем, хорошо, если не посадим. Да? Это способ управления. Поэтому то, что поддерживается экономика Белоруссии, это обычный, ничего не... То есть это обычное дело. Поддерживает и будет поддерживать. Потому что и там прекрасно понимают, что здесь все рухнет. И, в общем-то, ну, почти единственный союзник, потому что Казахстан, он своеобразный. У Казахстана нет этих дотаций, да, и именно поэтому он ведет, его степень независимости значительно больше. Вот. Ну, Киргизия, что там где-то и далеко, и за какими-то горами, и много ли их. А тут вот он прямой путь в Европу. Надо получить.
Специалисты. Значит, пока Россия существует в том виде, в каком она существует, значит, политика вот такая, какая есть, так и будет. Да, Александр Григорьевич взбрыкивает, произносит какие-то там слова, которые многим там не нравятся. И там российская пресса, она, в общем-то, разная, там все это где-то усиливает. Опять же, запугать. Мы же говорили, да? Вот. А Александр Лукашенко уйдет на Запад. Но ничего более смешного, это просто нельзя. Это так Николюк возглавит Большой театр и будет ставить балеты, да? Вот. Что из этого получится? Я думаю, никому в голову не придет его туда назначить, да? Вот. Поэтому Александр Григорьевич правильно, обратите внимание, конфликты, если они далеко заходили, всегда решались при личной встрече, да? Это еще одна особенность вот этой цивилизации. Здесь институты не работают. Двое встретятся и договорятся. И я думаю, в том ли объеме, в другом ли объеме, это уже я не могу сказать. Очевидно, Александр Григорьевич всего, что хочет получить, не получит. Но Россия не бросит. И с другой стороны, я не вижу никаких причин для того, что называется танками. Да? Зачем? Ввести сюда танки и присоединить, да? То есть получить еще плюс 2,5 миллиона пенсионеров. Вы понимаете, в чем дело? Времена, когда захват чужой территории приносил прибыль, принципиально закончились. Присоединяем Крым, да? Получаем датируемый регион. И так далее. Это старое, доброе средневековье. Это ведь культура идет еще из средневековья. Ведь там, ну, не то, что средневековье, и до средневековья, когда господствовала экстенсивная экономика. Нас два князя, и мы между собой боремся. Один захватил другого. Теперь у меня в 2 раза больше земли, ну, если равное было, 2 раза больше людей, и у меня в 2 раза больше армии, правильно? И теперь моя выживаемость увеличивается. Выгодно? Война, победная война, это выгодно. Теперь я победил. Я присоединил территории, ну пусть близко культурные, но не совсем те. Значит, мне надо их еще к своей культуре приобщать. Да? Значит, мне из своего бюджета надо забирать деньги и переводить их туда. Да? Ни одно нормальное национальное государство на это не пойдет. Но дело в том, что Россия не национальное государство. В этом же проблема. Но здесь очень важный, вот сейчас я вам расскажу такой теоретический момент, который создает очень большую неопределенность. Россия на протяжении веков, вот все, кто знаком с ее историей, у нее все процессы проходят циклически. В том числе мы даже сегодня кое-что упоминали. Мы говорили модернизация. Вот была Петровская модернизация, да? Она потом заканчивается спадом, корабли гниют и так далее. Да? Вот была сталинская модернизация. Там уже Хрущеву пришло время пилить корабли. Да? Вот. Существует целый ряд, около десятка, по крайней мере, я слышал, теорий, которые объясняют эту цикличность. Одна из них, свое начало, хотя он ее глубоко не развивал, но терминология оттуда, автор ее, крупнейший российский историк Ключевский. Да? Вот. Он действовал, ну, он умер где-то уже в начале 19 века. Основные труды, наверное, написал в конце 20-го, а основные написал в конце 19-го. У него есть такое свое объяснение. Российское государство существует в виде 2 форм. В виде служивого государства и государства дворца. Как это понимать? Это очень легко понять на примере Сталина и Петра. Служивое государство. У государства есть цель. И все люди служат этой цели. Причем элита закабаляется для служения этой цели в первую очередь. При Петре все служат. Да? Это уже при Петре III вышел указ о вольности дворянства. Да? И никакого понятия частной собственности, в том числе у дворян. Все служат. Но податное население облагается дополнительными налогами, и идет, и все эти главные деньги, вся эта энергия уходит на милитаризацию. Да? Петр умирает, и идет спад. Спад идет не потому, что дураки пришли на его место. Петр же ведь разорил государство и надорвал его. Все, да? А с другой стороны, элита, извините, пожить хочет. И вот наступает стадия государства-дворца. Да?
Приходит Анна и Анна, у которой якобы там 300 или с лишним платьев. Мы закатываем там эти самые балы и так далее. ледовые Элита хочет насладиться своим званием элиты, да? И идет это ослабление. То же самое происходило при Сталине. Это не значит, что там не шиковали и так далее. Вот. Но то, что было при советской власти, так у меня отец был генерал, и в Острожецком городке были генеральские дачи. Тот сарай, который был выделен моему отцу, почти всем были выделены такие сараи. Я думаю, у кого есть дачи, из 10 в 9 они лучше. Другое дело, что своя территория, она огорожена, свое озеро, там разводят карпов, у каждого генерала свой мостик, а у командующего свое озеро. Это все да. Вот столовая, где по дешевке, все очень можно заказать себе обед по телефону. В таком плане. Да? Вот. Так вот, значит, это сталинское служивое государство, его процесс переход в государство-дворец фактически занял несколько десятилетий. И то, что мы наблюдали вот до 2014 года, или даже чуть раньше, я считаю, это пик государства-дворца в России. Когда задача у элиты появилась только одна задача – обогащаться. Вот все эти олимпиады, что бы они ни делали, только с одной целью – обогащаться. И вот тут очень важный момент. Это моя собственная мысль. Мне кажется, этот процесс закончился. Вот этого пика государства-дворца. Он начался еще до Крыма. И сам Крым есть проявление окончания, начала нового этапа. Но другое дело, что это растягивается в годах. То есть Путин понял, что когда элита занята только одним, это же есть слабости для него. То есть вот эта элита, которая связала свою жизнь полностью с Западом, да, все деньги там, дети там, все там, да, с этим нельзя резко покончить, потому что с тобой покончить, но заканчивать надо. И вот уже целый ряд лет начинается закручивание гаек. И появился в политологии термин национализация элит. Вы, наверное, его слышали, да? Например, силовикам в России запрещено иметь иностранные паспорта. Это же удар, да? Как это так? Мы тут у нас же у подполковников находят 1,5 или сколько тонны долларов, да? А теперь за границу. Вот любой из нас может выехать за границу, а ни один силовик в России не может. Да? Это начинается закручивание гаек. Вот. И процесс этот идет. И дело в том, в прошлом году в России произошло очень важное событие. То, что называется Крымский консенсус, вы понимаете, о чем я говорю, да, вот это вот сплочение вокруг Путина, или как называется, сплочение вокруг флага, закончилось. Ведь Крым наш, у него была главная задача. 10-11 год, белоленточное движение, рейтинг власти падает, растут протестные настроения, на площадь Сахарова там выходит по 100 тысяч человек, да, и вот медленно начинает крутиться машина. Заработал то, что называется бешеный принтер, да, начинаются законы такие. Потом начинается дискредитация Запада. Помните, вдруг выясняется, что Запад это сплошные геи, там и вообще все там разложилось, да. И социологи сразу фиксируют. То есть, насколько вы доверяете Западу, Америке, там их, все это полетело вниз. И уже как логика этого, значит, мы встаем с колен, мы показываем всему миру Кузькину мать, и тут захватываем Крым, вот, и это вершина. И тут Крым, ведь захват Крыма в России поддержало 90% населения. Все показатели, не только отношение к власти, все социальные показатели круто пошли вверх. Причем доходы населения падают, а восприятие собственного материального положения улучшается. Вообще потрясающе, да? Так вот этот процесс завершен. И хлебом единым. Да, но этот процесс завершен. Людей все меньше интересует внешняя политика, а интересует, что же государство делает для себя самого. Вот. И значит, государство-то по-прежнему еще как бы государство, оно пытается стать служивым, да? Оно в эту сторону движется. Но ведь раньше двигались все вместе, и элиты, и общество. А общество не желает туда двигаться. Общество не желает служить некой идее. И Крым и их и прочее интересуют все меньше. Нельзя сказать, что не интересуют. Если сказать это хорошо, они да, скажут хорошо. Но вы понимаете разницу? Сейчас ведь поддержка – это поддержка человека, лежащего на диване, да?
То есть ему звонят из соцслужбы, там, социологической службы, вы там за? Я за. Нет, еще учитывая, как вот мужчина говорит, что нас все прослушивают. Это вот, есть элемент. да, Но мы сейчас не об этом это говорим. даже много. Но он же, при этом, помните, Советский Союз рушится, никто не выходит, да? Не только Советский Союз. Он рушится режим, ну, это была весна, в Армении, да? А кто вышел защищать? В парламенте большинство. А где избиратели этого большинства, да? Но нету никого. Вот. Поэтому пошли вот эти разные процессы. Это поэтому прошу пробачення, Карбалевича вы читали, один из опошних артикулов, которые связаны с этим российским податковым маневром, и Карбалевич задает питание, да где ж народ? Чому ж мовчить? Россия тут нас давить, а мы молчим. Чего ж мы так молчим? Ну, а просят мы что-то... Молчим еще життя, Да. еще и не давить. Не в России молчат. Да, но это немножко отдельный разговор, когда мы не молчим. Потому что мы можем привести пример, когда мы не молчим. Да? Польша может молчит, а Минск не молчит. Простите, а можно Да, Россия, сейчас. Америка, что будет? Тише. Да, уже закончил человек. Вот. Поэтому мне все-таки кажется, вот этой ресурс милитаризации, и чего мы боимся, это напрямую мы ожидаем, насколько Россия как милитаристское государство может, типа, ну, будем так прямо говорить, повторить украинский вариант. Я думаю, ну, изначально таких шансов было немного, потому что, ну, во-первых, белорусская власть никогда так себя не вела, как украинская, да, по отношению к России, никогда. А сейчас, вот в связи с теми событиями, которые разворачиваются в России, в том числе событиями в обществе, шансов на это будет все меньше. То есть потихоньку, но власть должна будет... Ведь еще те принятые законы, которые ударят по населению на следующий год, да, и новый НДС, да, и пенсионный возраст, это все с 2019 года, да, это еще придется взаимодействовать. Мы же видели, как прошли последние выборы губернаторские. Ведь если раньше были случаи, когда против кандидата «Единой России» прорывался какой-то сильный кандидат, он мог быть конкурентом, то теперь люди голосовали абы за кого. Им просто пофиг ветер, он что-то себя представляет, не представляет, он не «Единая Россия», да? Значит, мы голосуем. Это пока ничего принципиально не меняет, но, как говорил известный политик, процесс пошел, да? Вот этот процесс от отказа общества в поддержке этой власти, и ведь рейтинг Путина по всем социологическим службам упал. Он упал буквально за 2 недели после объявления решений по пенсиям. С тех пор он и не растет, он и не падает. Он, то есть шел по одному крымскому уровню, потом получилось вот так и идет вот так. И также примерно идут все социологические показатели. Вот. Причем их фиксируют такие службы, которые обслуживают Кремль, ВЦИОМ и ФОМ. Да? ФОМ интересен тем, что меряет рейтинг Путина еженедельно. И это все публикуется, в отличие от Беларуси. Так, какой был вопрос? Россия, Америка, что будет? Но в Америке даже же нету противоракетной обороны. Что там будет? Ничего не будет, не переживай. Знаете что? Ну, послушаем, тише. Вопрос задан, обожди. Да, да. Вопрос задан. Я думаю, на ближайший год все будет идти в том же ключе. Да, да. То есть американцы примут еще какие-то дополнительные меры. Санкции. На самом деле главные ведь санкции не сколько там финансовые, сколько обрезание. Мы же говорили, мир-то вошел в постиндустриальную эпоху, да? И сегодня в этом мире можно жить только когда ты в него вписан. А Россия сама, а Америка этому помогает, старается Россию изолировать, вытолкать как угодно. И это все сказывается. Специалисты предсказывают, что не за горами время, не знаю, будет ли это 19-й год, когда в России начнется падение добычи нефти. Потому что старые запасы, так сказать, месторождения исчерпываются, новые почти не открываются, а новых эффективных технологий нет, и им никто не продает. Вот. Но пока Россия на пике добычи нефти. Вот. Но о том, что у них там будет падать, я уже целый ряд лет читаю. Вот. Начнется ли это в 2019 году, не знаю, я не специалист по нефти. Но стратегически, не все мы доживем, и я не доживу лет 10, да, это, понимаете, российская модель на протяжении столетий регулярно обваливалась,
И почти всегда этот обвал был связан с тем, она ведь жила всегда с природной рентой. Другое дело, что источник ренты менялся. Вот. Например, Киевская Русь какой главный товар поставляла? Рабы. Она продавала собственное население. Сюда. Вот. Это правильно. А закончилось, кстати, удар по этому бизнесу нанесло христианство. Потому что раньше в Византии, в этом центре православия, покупали язычников, да? А теперь рабы стали православными. И это создало большие проблемы. Есть же даже цены известны. Девушка молодая в Киеве стоила, тогда единица была куна, да, а в Константинополе 100 кун. Найдите такой бизнес. Потом этих рабов вы еще на весла посадите, они еще и гребсти сами будут, да? Там вы их продадите и вместе с этими лодками, ну там что же проблема, леса, досок. Очень выгодная торговля была. Вот. Потом была эпоха пушнины, да? Отсюда ведь чего россияне дошли до Америки? Шкурные интересы кто-то тащил. В Европе они вывели, так сказать, пушных зверей, они шли дальше. Вот. А теперь нефть и газ. 85%, я вам говорю, бюджета на нефть и газ. И что будет, если цены... А цены, ну, это не год, не два, упадут принципиально. Потому что новые технологии наступают, никуда вы от них не денетесь. И сланцевый газ американский. Я вот по Так, поводу кто-то хотел сюжета- вопрос. Ну, Беларусь, это Россия. зрозумело, что это самое, что політика, ну, це теоретически, так сказать. А що нам треба робити? Вот я так решу. Надо теперь подойти Скорее к тому, перейти что на нам европейскую треба цивилизацию. Вот что нам Так. реально надо Да, реально, к реальности. Сейчас. Это теория. Голову Не надо прикипать. Это самый, Главное микрофон, чтобы голос захватить. самый интересный вопрос. Значит, что делать людям пожилым, я не знаю. Нет, ну вообще, а насколько вы готовы измениться в своем возрасте? Да, это же не ко мне вопрос. Значит, я сейчас этот вопрос, который тоже я Тишься. минутку неоднократно сталкивался на Фейсбуке, что вот, мол, как тут жить и так далее, и так далее, и так далее. Я начну первый с примера. Как-то в этом году это было. Я был на неком мероприятии, выступал Юрий Зиссер. Знаете, Верно. владелец. Владелец, да. Ну, я с ним знаком так шапочно. Если мы встретимся, скажем, привет, привет, как дела? На этом все. Вот. И тем не менее, чем мне запомнилось его выступление? С одной стороны, он рассказывал, как замечательно он живет, полноценно. А потом как-то бросил пару фраз, из которых было ясно, что где он живет, он прекрасно понимает. То есть не то, что он дурачок какой-то и так далее, да? Вы же понимаете, он работает в медийной сфере, и не понимать, где он живет, нельзя. И я к нему потом подхожу и говорю: Юра, а как ты это совмещаешь? Он говорит: а при чем одно к другому? У меня есть моя жизнь, она одна. И я ее живу так, как вот, ну, в конкретных условиях, чтобы жить интересно, полноценно и счастливо. Вот дальше я перевожу на себя. Я занялся изучением вот этой системы. Я скажу, просто потрясающе интересно все, что кругом происходит. Да? Вы думаете, я не понимаю, что происходит? Мы деградируем только так, да? Но, а я могу сказать, это же в центре Европы в 21 веке государство, которое по ряду параметров даже не средневековое. Мы же говорили, вот у нас в средние века власть на местах избиралась, да? А в 21 веке мы ее не избираем. Феноменально. Это же так повезло исследователям, да? Лучше не придумать. Теперь молодым людям надо осваивать современные профессии. Да. Эта власть будет долго, 10 лет, 20. А жизнь у вас одна. Осваивайте современные профессии. И много. Ну, здесь ли Хотя вы- бы одну хорошо. Да. Здесь ли вы будете потом работать, не здесь ли. Но не надо ходить говорить, тут все такое говно, и какой смысл чем заниматься. Осваивайте. И по большому счету возможности такие в Белоруссии есть. Почему нет? Мои дети учились, вот дочки просто отлично учились в школе, стали отличными учениками в Америке. Сын в 9 классе уже формировался как законченный пьяница, а теперь работает в Америке в IT-компании, ну там вкалывать надо. И здесь надо вкалывать. А если эта власть даже рухнет, так ведь путь в Белоруссии вперед, в демократию и в рынок, это же
сделают только рыночные люди, сделают только специалисты. Что, политологи будут приезжать и будем рассказывать, как человек... Ну, специалисты нужны во всех современных областях. Становитесь ими. Ну, кто может. Поэтому, если вы можете в свой возраст, я уже в свой возраст ничего с собой изменить не могу. Вот потихоньку читаю там понемножку что-то и так далее. Но надо понять, что это ваша жизнь, и делайте ее полноценной. Да, есть граница. Про поводу границ у меня есть пример, который я всем рассказываю. Вот, условно говоря, за стеной я живу в обычном бетонном доме. Живет молодая, красивая женщина. Как бы я хотел, чтобы эта стена периодически была прозрачной. А она не прозрачная. Так мне что, застрелиться? Хотите всем, да, хотите всем ныть, вот эта стена непрозрачная. Дырку и видео оттуда. И что из этого? Да, то есть, посмотришь, и что. То есть, о чем пример? О том, что есть реальность, да? Вот есть реальность, в частности, бетон непрозрачен. Есть реальность, вот такая-то у нас власть. И мы все взрослые люди понимаем, в принципе, что можно, что нельзя, да? Поэтому отчасти не надо в конкретный момент пробивать голову над тем, что решить невозможно. Вы помните эту индийскую мудрость, да? Как быть счастливым? Господи, дай мне силы изменить, что я могу изменить, и не мучиться над тем, что я изменить не могу. И дай мне разум отличить от другого. А дальше пример из политики. 2006 год, президентские выборы. Что такое 2006 год? Это пик этой власти. Ресурсов у нее как никогда. Пару лет до этого года зарплата двузначными цифрами растет. В этот год и после этого года. Никаких проблем. Все социальные индикаторы вертикально вверх. И тут выходят политики и говорят, мы победим. Ваших мозгов совсем нет. У вас мозгов, что ли, совсем нету, да? Я все время привожу пример Владимира Ильича, который свою жизнь посвятил революции. Но ведь хочу напомнить, в марксизме есть идея революционной ситуации, да? Нет революционной ситуации. Владимир Ильич, условно говоря, ходит в библиотеки в Цюрихе, да? Условно, не только в Цюрихе, и в Лондоне, и так далее. И никому не рассказывает, что завтра мы возьмем власть. И так он пробовал 20 лет, или сколько там, да? Но вот случается событие, которое он не то что проспал, он за границей был. Он к ним не имел никакого отношения. Эти большевики, да и большевиков-то сколько было. И вот он появляется, и как говорил потом этот главный кадет, как его? Милюков, да. И как это, о Ленине, он уже в эмиграции говорил, и как это у него получилось, в том нужный момент у него все было. И лозунги, и команда, и так далее. То есть 20 лет человек шел по какому-то своему плану. Другое дело, что нам этот план сейчас кажется, ну, для нас он во вред, но это мы сейчас говорим просто о том, что. То есть об этом же сказано в Библии, да? Есть время собирать камни, есть время разбрасывать камни. С моей точки зрения, на данный момент главная задача оппозиции в целом вообще стать интеллектуальным лидером. Дело в том, что власть в принципе не может выполнять эту задачу. Мы это видим почему, да? Потому что, вот я, например, так как увлекаюсь социологией, читаю журнал Института социологии, у нас есть Институт социологии. То, что там пишет, в том числе, ну сейчас уже бывший директор, это просто не передать. Котляров. Это такая ахинея. Вот есть понятие плинтус, ну, да? Это не плинтус. Это потому что плинтус это все-таки сверху, да? Это какой-то плюс. Нет, это там глубоко внутри. Ниже пола. Гражданское общество американских индейцев. Да. Понимаете, и так далее. Тут он недавно написал, тоже стал цивилизационным анализом заниматься. Открыл такое понятие белорусская цивилизационная матрица. Причем он не пишет, а к какой цивилизации мы относимся. То есть получается, что Беларусь вообще-то отдельная цивилизация. Нет, мы к Литвинской относили сюда. Мы Литвинами были. Вы же не путаете разные вещи. Цивилизация всего раз, два, три и обчелся, да? Вот. И дальше говорит, и он открыл главную особенность нашей культурной матрицы – патриотизм. При этом он, директор Института социологии, не приводит ни одной цифры. Казалось бы, ну так и приведи, да, ни одной. Патриотизм. Вот. И
такая социология радости, да? То есть вся задача института доказать, что мы идем правильным путем. Вот мы открываем официальную статистику, я же вам говорю, я же не откуда-то беру, официальная статистика. Там причем есть основные показатели по пятилеткам. Вот ВВП 7%, 7%, 7%, 1,2 минус. Где объяснение этому? Кто работает над этим, да? Вот. Александр Григорьевич только заявляет, или были отрицательные внешние факторы, а сейчас подросли, появились положительные. Правда, произносят иногда, они ему пишут, конечно, слова. Ищите драйверы роста. Драйверы. А теперь же над нами, над всеми висит эта бомба, правда, экономическая бомба, атомная электростанция. Все поняли, да? Да. Он же, одно, если подводить итоги, цитата года. Что такое вот для меня цитата года? Это еще весной, в апреле, в послании, значит, 2018, он, ну, почти дословно. Над проектом атомной электростанции работают тысячи там, людей, сотни специалистов, и никто мне не пояснил, как этот проект будет вписан в белорусскую экономику. О, дожили, да? Уже скоро запускать будем, а еще проходит полгода. Недавно же было совещание на эту тему. Я читаю в официальном пресс-релизе. Президент поручил разобраться. То есть тогда ему никто не пояснил. И проходит полгода, он еще поручает разобраться. То есть ответа там он не услышал, да? Вот. А как только станция будет запущена, так начнется срок платежа. Да? Мы все помним, что это кредит в 10 миллиардов. Сегодня, когда мы смотрим на внешний долг государства, там его нет. А с того момента, как только закрутится турбина, он появится. Но в договоре сказано не позже какого-то апреля 2021 года. Даже если не запустят, то все равно кредит начнет работать. Ну, тогда с 21 апреля. Вот это 10 миллиардов. По 2 платежа, там по 500, по-моему, или сколько миллионов, 2 раза в год. Это на всех белорусов. Да, это на всех. Вот это пример, когда политика и экономика решаются, когда нет политической конкурентной среды. Да. То есть решения принимают отдельные люди вне политической конкуренции. Да. За любые решения, хорошие, всегда расплачивается народ. Всегда. И вот тот мой больной друг, который наблюдает как, и радуется, как летят ракеты, оно коснется также его, вот, через его пенсию, по инвалидности и прочее. Вот такие вот дела. Да. Мне вот ваше объяснение, что Россия, Беларусь, ну, не оккупирует это сами. Экономические соображения. Так а почему же эти экономические соображения к Крыму не применились? То есть, как там не было... Наверняка же понимали, что Крым берешь, нарушаешь там 400 международных договоров, главные между Отвечаю, ними. понятно. Вопрос А понятен. потом... Потому что, еще раз вернусь, просто я не сделал... Я же говорил, Россия империя, да? Да. Она империя, потому что основное население имеет имперскую идеологию. Если нет имперского населения, то не будет империи, да? И поэтому население, вот такие вот, привыкшие кормиться символическими вещами, для них это очень важно. Моя сестра, я уже цитировал не раз, когда она мне в марте 14-го заявила, я готова взять, ей тогда, значит, уже где-то лет 60, значит, 5, я готова взять автомат и идти защищать русских в Крыму. Все. И Путин просто молодец и так далее. Да? Я говорю, ты когда последний раз смотрела хоть какую-то статистику экономическую? Зачем мне статистика? Я знаю, как я живу. Вот. Именно Крым в том числе присоединили. Я же сказал, все показатели пошли вверх. Это возможно только... Надо четко понимать, вот у нас часто говорят... Так а чем мы хуже этого Крыма? Тоже же вы, а то империя восстановится. Дело а в тут том... перед этим Нет, две утки, что тут объясняю. русских обижают. Но ведь надо смотреть... Нет, но ведь надо смотреть конкретно. Надо будет защитить. Проблема Крыма и желание присоединить Крым возникла ведь не в 2014 году. Да? С момента Ну его да. присоединения. А это, наверное, год 53-й, ну там плюс-минус. Да? А? 54-й. 54-й. Очень многие в России считали, что это решение ошибочное. Ну, когда жили в одном Советском Союзе,
то по большому счету, ну, особенно тем, кто в Крыму не живет, ощутить, что Крым Украины и невозможно было. Да? Когда Советский Союз распался, что привело к обострению национальных чувств на всей территории, этот вопрос встал. И он был болезненным для российского общества все время. А плюс, конечно, если бы не Майдан, если бы, ну, это раздуто, конечно, но ведь были элементы, мы там принимаем законы, какие там по языку они дурацкие приняли, правда, по-моему, быстро его отменили, да? А это уже послужило, ну, это повод. Повод не надо пользоваться с причиной, да? И вот с такое количество обстоятельств оно сыграло, как глубинных, так и частных, которые триггером послужили. Вот. В Беларуси ничего подобного нету. Ничего подобного. От того, что двоих-троих сейчас кого-то схватит и скажет, ах, вы тут русские, ну, официальная власть схватит, и изобразить антирусскую, когда президент каждый раз заявляет, что мы, наша Россия, и мы для русских. Нет, вот он, Павлов, выступит, там 2 демонстрации, а там подадут, что он русских бьет. Еще раз. Вот а теперь мы говорим о вопросе, насколько влиятельна пропаганда. Значит, казалось бы, влияние, если вот так фактами подтверждать, ее огромное. На самом деле пропаганда влиятельна только там, где она падает на подготовленную почву. Понятно? Как разворачиваются все эти сталинские репрессии и прочее? Смотрите. Советская власть победила? Победила. Капиталистов ненавистных прогнали? Прогнали. Помещиков прогнали? Прогнали. Жить стали лучше? Нет. Нет. Почему? Так враги же кругом. Так враги же кругом. Вот они на заводах, да? Они там вредители. Вот. Они из-за границы там нам шлют и так далее, и так далее. И этот народ... А теперь смотрите. Значит, начинается НЭП, да? Заканчивается гражданская война. Вот молодой парень, он в прямом смысле, он прав, говорит, я кровь проливал, да? Вот он приехал в город, безработица. Работы нет. Как там написал Хлебников? Не зато у врага кровь текла по дешевке, чтоб несли жемчуга руки каждой торговки. Смотрите, какая ненависть. Ему жрать нечего, он кровь проливал. А тут, а еще ж торговки, они же наши, да? Она ж только что-то заработала, вот она уже в жемчугах. Вот уже рестораны вечером, у него хлеба нет, а рестораны переполнены, да? Вы представляете, как этот гнев в народе начинает зреть, да? И тогда в обществе формируется нормальный запрос к власти, когда вы наведете порядок. Власть начинает наводить порядок. Вот так, как понимает его в том числе народ. Поэтому столыпинские реформы, которые вводили крестьян в рынок самым мирным методом, столыпинские реформы не предусматривали никакого насилия. В чем их суть? Любой желающий может выйти из общины. Все. То есть община его не может задержать. Заявление написал, и я вышел. Но ведь это еще не все. Ведь община обязана мне выделить землю. Обязана. И это разорвало страну. И ближе к этому дому. И поэтому, как сказал академик Юрий Пивоваров, что такое 17-й год? Это реакция общины на столыпинские реформы. Вы скажете, война была? Ну да, была война. Война дала этим самым общинникам винтовки в руки. Появился человек с ружьем, это крестьянин, который смел все эти реформы и поддержал в конечном итоге лозунг, ну он был эсеров, потом большевиков, земля крестьян. Какая земля крестьян? Вся. Собственность? Нет. Нет. Столыпин, по-моему, 2 раза разгонял парламент, чтобы изменить его состав, потому что крестьянская часть Думы отказывалась принимать столыпинские реформы, которые предусматривали разрушение общины и введение частной собственности на землю. Поэтому мы будем да, силовыми методами. А как в этой стране действует? У вас 85% крестьян, и они почти все против этого дела. А вы хотите демократию разводить. Поэтому демократия, она же для демократов. Поэтому у древних греков было 2 понятия. Демос и охлос. Да? Есть демократия, как власть демоса. Но демос должен быть. Есть власть охлократии, власть худших. Да? Вот. И еще классики и Платон, и Аристотель показывали, что от демократии до тирании 1 шаг. А мы что, в Беларуси нет имеем? Мы же получили демократическим путем.
Это сейчас у нас выборов нет, а в 94-м они были? Да. Они были? Это наше? Это наше, понимаете? Можна я? От я важливо ці всі нюанси політики слухаю. Так що ж тоді виходить? От Ваня весь час одёлки пока. Як це зробити, коли він мені дзвонив? Да вот что у меня в столе? Це я новий мобільник купив. Дай его, дай. Включить. Вот я знаю вот новый DJ Ёж, который, а оно не уже это самое. Короче кажучи, виходить так. От Ваня правильно задає, а чому Росія не може взяти Білорусь, ви відказуєте? Потому что на сённяшні день нема ў гэтым патрэбы Росії. Раз, потому что Беларусь не провоцируе Россию на, так сказать, на то, что спровоцировала в нечым украинская ситуация, и так далее, и так далее. Так выходит так. Вот мы все хотим змены режима. Да. Зменится сёння режим. Да. И вот эта провокация даст великий повод для той же самой России забрать Беларусь. А вот же там сапраўды. Правильно. Режим еще не сменится, а будет меняться. Долго. Как первым его первое лицо побежит в Россию и закричит: танки вводите. А русские будут в Минске за один день. Да. А Орши так вообще тут посчитают. Поэтому что молиться на Александра Егоровича. Минутку. Через час. Нет, минутку. Тише, тише. Мое мнение такое. Пока не произойдут изменения в России, серьезные изменения в Белоруссии невозможны. Особенно после Украины. Потому что, я думаю, там в Кремле очень многие решили: мы промедлили, мы дали такой слабину, но ведь Янукович при всем не том не бежал же, не кричал: пришлите танки, да? Вот. В Белоруссии это невозможно. Но надо четко понимать, я эту мысль много раз говорил, смена власти в Белоруссии – это не финиш событий, это старт. Вот, хорошо, в России все поменялось, и у нас рухнет этот режим сразу. Сразу рухнет, да? А какой мы вновь построим? Ведь в Украине в 2004 году рухнул. И что? Потом потребовался второй Майдан. Он решил окончательно проблему. Как воровали на местах, да? Как говорила моя знакомая, которая работала бухгалтером в государственном, этом ПТУ. Приходит проверяющий. Первым делом он что делает? Берет лист бумаги и пишет, сколько он хочет получить. А Янукович тут при чем? Ну, Януковича убрали, а проверяющий этот куда делся? Мне рассказывают люди с Украины, значит, приезжают, когда вот хлынули, да? В том числе кто-то устраивается врачами, да? Вдруг выясняется, врач рецепта не дает без взятки. Ну, так он на Украине не привык. Я вот сейчас уже человек не молодой, по врачам хожу, и как-то ни копейки. Я за последний год 3 раза лежал на Семашко в кардиологии. 1 раз бутылку вина принес. И то как-то так. Ну, приняли, конечно. Но никто ничего не просил. Любой, как кому скажу, вот мне такую компьютерную. Хорошо, на завтра запишем. Все. В обычной палате. Конечно, может, не все больницы в Минске, как Семашко, но это обычная городская больница. Ну, правда, Минск. Это Минск. И лечат. Все знают. Наверное, было, когда вот их тут перепроверяли в медицине. Почему здесь перепроверяли? 3 раза. Я тоже У меня сбивается ритм сердца, да? Можно еще вопрос? Да, Вот пожалуйста. не считаете ли вы, что Беларусь сама по себе является проектом России, русским проектом? Потому что это был проект Екатерины II, которая именно навязала нам белорусскость. Потому что мы были литвинами, в принципе. И мы сейчас, в принципе, развиваемся в этом проекте, в русле этого проекта России. Зачем ее завоевывать, если она нас выращивает, как свой проект, в принципе? Так я, в принципе, об этом и говорил. Я же и говорил, что мы были в другой цивилизации. Как называть литвины, не литвины? Безусловно, Россия... Вот это наша идея и есть, литвинизм. Вот можно вокруг этого сплотиться. Зачем нам этот русский проект, если у нас
Своя Вы мне это история. рассказываете? Своя история. А кто это? Ну я даже всем можно сказать. А кому? Ну, всем это нам, а К сожалению, народу? батарея садится, стрим Вот заканчивается. это самое. Вот мы говорим белорусская мова. Спасибо А за это то, есть что на самом деле смотрели, белорусская подписывайтесь. мова? Валера, послушай. Это лезгинская мова. Послушай потом. Послушай, если... Мы отдельно поговорим. А я не Человек могу. приехал с Это не вся книжка прочитал.